в прямом эфире. Сегодня каждый телезритель и радиослушатель сможет задать свой вопрос главе региона. Айсен Сергеевич, добрый вечер. Перед тем, как начать эфир, разрешите объяснить ход нашей программы. Сегодня к нашей беседе присоединятся наши телезрители и радиослушатели. Также к нам уже поступают видео-вопросы, и у нас будет прямое подключение с поселка Нижний Бестях. Также у нас будут включения с колл-центра, где работает наша коллега Оксана Устинова. Здравствуйте, Оксана. Добрый вечер, Айсен Сергеевич, коллеги. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Именно здесь, в нашем колл-центре, мы будем принимать вопросы от телезрителей и радиослушателей, адресованные главе Якутии. Телефон у нас многоканальный, номер 320111, код города 4112. Сегодня нашу программу можно увидеть на телеканалах НВК Саха, Якутия-24, Россия-24, услышать на радиоканалах Тетим Сахарадиета, Радио России, а также в интернете на сайтах НВК Онлайн и Як24.ру. Также за нашим эфиром можно следить и в социальных сетях НВК Саха. Это ВКонтакте, Инстаграм, Одноклассники, Фейсбук и Ютуб. Коллеги. Спасибо, Оксана. Сегодня, накануне Дня государственности республики, на наших телеканалах в прямом эфире глава республики Айсен Сергеевич Николаев. Еще раз добрый вечер, Айсен Сергеевич. Добрый вечер. Добрый вечер. Айсен Сергеевич, завтра исполняется ровно год, как вы вступили в должность главы республики Саха-Якутия. Вы поставили масштабные задачи по прорывному развитию республики Саха-Якутия. В своих поездках по республике чувствуете ли вы поддержку населения? Еще раз добрый вечер. Конечно же, пользуясь случаем, я вначале хотел бы поздравить всех жителей нашей многонациональной Якутии с предстоящим праздником, с Днем государственности. И отметить, что вот за этот год, который я отработал по воле наших избирателей на посту главы Республики Саха-Якутия, я ежеминутно чувствую огромную поддержку со стороны населения. В любой поездке, будь то в самые далекие районы или в промышленные наши районы, будь то вот на связи в социальных сетях моих, где сейчас, кстати, тоже должна идти прямая трансляция, я чувствую поддержку людей и их готовность к изменению. Люди жаждут перемен, люди хотят, чтобы перемены шли быстрее. К сожалению, не всегда эти перемены приходят так быстро, как нам всем хотелось бы. Но вместе с тем, вот, наверное, самое главное, что нам за этот год удалось сделать, это не километры построенных дорог, это не тысячи квадратных метров построенного жилья, или не новые социальные объекты, или новые промышленные какие-то проекты, которые реализованы на территории республики. Самое главное, что республика консолидировалась и начала движение в правильном направлении. Направлении изменений к лучшему, изменений самих себя. И вот это желание людей меняться, желание людей быть готовыми работать во благо этих изменений, это самое главное, что нам удалось добиться. И вот, наверное, это была главная цель года консолидации, которую я объявил в конце 2018 года. И я уже вот сегодня вижу, что цели мы на самом деле уже в основном достигли. Мы консолидировались, мы понимаем, что мы единая республика, и мы должны добиться сами собственными силами изменений к лучшему. Айсен Сергеевич, в начале сентября состоялся 5-й Восточный экономический форум, на площадках которого представители всех уровней власти, предпринимательского и экспертного сообщества обсудили развитие Дальнего Востока. На заседании Президиума Госсовета под председательством президента страны вы представили проект национальной программы Дальнего Востока до 2025 года с перспективой до 2035. И все же интересно, что было за кулисами? Расскажите, что происходило вот вне телетрансляции именно этого форума? Конечно же, Восточный экономический форум – это главное, наверное, экономическое такое мероприятие на Дальнем Востоке, да и не только на Дальнем Востоке, одно из главных таких мероприятий в нашей стране. Интерес к нему огромный. Я вот на всех экономических форумах был, и восточно с каждым годом все больше и больше людей, огромное количество руководителей самых разных компаний со всех концов мира приезжает для того, чтобы вот именно в обстановке форума обсудить вопросы развития и не только Дальнего Востока, но в целом Азиатско-Тихоокеанского региона. Мы с вами видели, что руководители крупнейших государств мира приехали на данную встречу, обсуждали с нашим президентом, с нашим лидером Владимиром Владимировичем Путиным пути развития не только, вот, да еще раз говорю, Дальнего Востока, но и в целом мировой политики. Конечно же, для нас одним из самых главных мероприятий этого форума был Государственный совет, расширенное заседание его президиума, которое провел президент
Владимир Владимирович Путин, оно было посвящено вопросам развития Дальнего Востока. На самом деле в ходе подготовки к этому президиуму было достаточно много разных споров на уровне федерального правительства. Были идеи о том, что давайте мы национальную программу развития в таком контексте не будем рассматривать. Может быть, мы рассмотрим просто реализацию национальных программ на территории Дальнего Востока. Но вот именно благодаря настойчивости полпреда президента на Дальнем Востоке, вице-премьера Юрия Петровича Трутнева, благодаря позиции администрации президента Российской Федерации, этот вопрос был и внесен именно в той формулировке, какой он на самом деле нужен нам, дальневосточникам. Мне было доверено честь, на самом деле, от имени всех дальневосточников представлять эту программу. Вы в трансляцию видели, как президент назвал тех, кто не поддерживает Дальний Восток. Вот. Конечно же, за стенами, за трансляции осталось много очень интересных моментов. Самое главное, что несмотря на крайне позднее время, президент практически 2 с лишним часа обсуждал с нами в дальнейшем уже именно конкретные вопросы по развитию Дальнего Востока. И недаром уже на следующий день на пленарной сессии были объявлены ряд таких очень важных моментов для развития Дальнего Востока, включая и вот вопросы по субсидированию авиабилетов в дальнейшем, вопросы по увеличению целевых мест для вузов дальневосточных. Очень важная для нас на самом деле задача, и мы ее должны как раз для наших ведущих вузов решать, и благодаря поручению президента нам будет гораздо легче сделать. Ну и, конечно, то, что уже буквально на следующий день президент озвучил о том, что 2% ипотека для молодых семей должна действовать уже начиная с 2019 года, должны быть приняты все решения. Это, конечно, то решение, которое мы даже не ожидали. Вот. За кулисами, конечно, было очень много разных встреч. Я все эти 3 дня проработал в очень таком бешеном, можно сказать, ритме. Были заключены ряд очень важных для нас соглашений. Например, с Русгидро мы принципиально договорились о совместной работе по строительству второй очереди Якутской ГРЭС-2. Важнейший вопрос для нас, потому что понимаем, что ресурсы ГРЭС-1 практически выработаны, ее надо скоро времени останавливать. И нам, конечно, нужна дополнительная мощность здесь, в том числе и по электроэнергетике, по тепловой энергии. Принципиально принято решение, что вторая очередь будет строиться на месте ГРЭС-1, рядом с ней. Вот там площадка есть, и я считаю, что этот проект будет реализован в ближайшие годы. Также с Русгидро мы договорились о создании единого теплосетевого хозяйства в городе Якутске. Вопрос, который я еще, будучи главой города Якутска, неоднократно перед ней поднимал. Наконец-то нам удалось добиться результата. 3-стороннее соглашение подписано между правительством, городом и Русгидро. Самое главное, что ее итог будет в том, что ряд потребителей, вот там, где у нас сегодня высокие тарифы, почувствуют на себе именно через снижение тарифов. Очень, по тепловой энергии очень значительная часть жителей города Якутска. Соглашение с Росатомом о возможности строительства малой атомной электростанции малой мощности в наших северных районах тоже очень важное революционное решение. Так. С Алросой мы подписали соглашение об ее участии в строительстве ВЛ-220 на Сунтар-Нюрба. Тоже вопрос, который мы, к сожалению, пока еще не можем никак начать ее строительство. И вот как раз я думаю, что подключив Алросу, мы этот вопрос решим гораздо быстрее. Это вот только самые такие основные моменты. А ведь еще было, например, соглашение с фондом ЖКХ, реформирования ЖКХ, о дополнительном финансировании республики по программе переселения из аварийного жилья. Вот это все моменты, они как раз дают, знаете, вот плоды той работы, которую мы проводили в течение года, они вот как раз через итоги Восточного экономического форума нам получаются. Ну и кроме того, была очень такая интересная программа на улице Дальнего Востока. Например, в этом году экспозицию Якутии посетили ряд руководителей разных государств. Да. В том числе вот я лично принимал там члена Политбюро Китайской Народной Республики, вице-премьера, который как раз курирует отношения с Россией. Он очень был заинтересован нашей экспозиции и восхищен, так же, как и многие десятки тысяч людей, которые за эти дни посетили нашу якутскую экспозицию. Спасибо. Как я уже говорил, Арсений Сергеевич, к нам наши телерадиослушатели уже отправляют свои видеовопросы. Давайте посмотрим. Первый видеовопрос задает Ниргуяна Владимировна Петрова из города Покровск. Добрый вечер, Айсен Сергеевич. Я Петрова Ниргуяна Владимировна, жительница Хангаласского улуса, город Покровск. И у меня такой вопрос.
Я слышала, что Владимир Путин одобрил ипотеку для молодых семей по 2% годовых для Дальнего Востока. Скажите, пожалуйста, когда начнется оформление льготных кредитов и какова максимальная сумма кредита? Спасибо. Спасибо. На самом деле я практически ежедневно вот этот вопрос получаю. Так, потому что как только решение президента прозвучало, ко мне в Инстаграм, в социальные сети, на телефон, каждый день, еще раз говорю, поступают письма с просьбой разъяснить эту ситуацию. Президент дал поручение, и сегодня оно уже выпущено, о том, чтобы до 15 декабря 2019 года все нормативно-правовые акты в этом вопросе, по этому вопросу были приняты на уровне правительства Российской Федерации. Я сейчас точно не могу сказать, потому что в ходе согласования какие-то решения будут меняться, но в целом эти кредиты смогут получать молодые семьи, один из членов которых еще не достиг 35 лет, которые постоянно проживают на Дальнем Востоке. Размер кредита будет или 5, или 6 миллионов рублей, до 5 или 6 миллионов рублей. Мы ставим вопрос о том, чтобы не было первоначального взноса. Этот вопрос тоже, в принципе, в целом поддерживается. Ипотеку можно будет брать на покупку квартиры новой или на строительство индивидуального жилого дома. Также сейчас прорабатывается вопрос о том, чтобы также и владельцы так называемых дальневосточных гектаров, у которых целевым образом там прописано строительство жилья, тоже могли воспользоваться этой ипотекой. Пока в таком ракурсе рассматривается данный вопрос. Еще раз говорю, до 15 декабря все решения будут приняты. Ипотека будет выдаваться через специализированные уполномоченные органы, это будет Дом РФ, но у Дома РФ в каждом субъекте есть свои агенты. У нас по республике это Республиканское ипотечное агентство, которое принадлежит правительству республики. Также много вопросов, кстати, в связи с этим поступает по рефинансированию. Можно ли брать эти кредиты для рефинансирования ранее взятых? Здесь я хочу сказать, что пока этот кредит под 2%, он не предусматривает целевое значение как для рефинансирования. Вместе с тем, как недавно мне Министерство строительства Российской Федерации, Министерство финансов Российской Федерации сказали, что в принципе те кредиты, которые сегодня уже можно получить под 5% годовых по Дальнему Востоку, такое решение есть для многодетных семей, точнее даже не для многодетных, а у тех семей, у которых сейчас рождается второй ребенок и третий и далее, они могут использовать эти кредиты уже для рефинансирования ранее взятых. Но там, опять же, какое-то ограничение до какой-то суммы. Поэтому я думаю, что мы здесь тоже разъяснения все подготовим, дадим. Еще раз говорю, эти решения, они на самом деле очень важны для республики. У нас в реестре молодых семей, которые хотят улучшить свои жилищные условия и хотят получить такие кредиты, если не ошибаюсь, порядка 8,5 тысяч семей у нас стоит в очереди такой. И, конечно же, это решение президента, оно коренным образом улучшит, я уверен, и для Якутии, и для других дальневосточных субъектов возможность получения такой ипотеки под 2% годовых. Честно скажу, что мы, когда этот вопрос ставили перед президентом, честно говоря, особо даже не верили, что именно это будет поддержано в таком виде. Спасибо, Айсен Сергеевич. Действительно, в последнее время перспективы развития Арктики приобретают уже осязаемые черты. Мы видим, что поменялось настроение людей в Арктике. Они увидели изменение отношения государства к Арктике как к важному геостратегическому региону. Давайте посмотрим следующий сюжет, который подготовила Юлия Великодная. Школы, детские сады и больницы – все, что необходимо для жизнедеятельности населения. Завершено строительство 2 таких объектов. С прошлого года в селе Походск Нижнеколымского района работает фельдшерско-акушерский пункт и детский сад в селе Оленек. Близится к завершению строительства школы с интернатом в селе Кюсюр Булунского района, детских садов в селах Аргахтах, Налимск, Среднеколымского улуса и этнокультурного центра в селе Оленек, спортзала в селе Чирумча Верхоянского района. Сотрудничество с крупными компаниями дает толчок развития арктическим территориям. К примеру, на Восточном экономическом форуме заключен ряд соглашений. Так, документ, подписанный с госкорпорацией по атомной энергии «Росатом», определяет порядок реализации проектов сооружения атомных станций малой мощности, в том числе на территории арктической зоны республики. Другое соглашение с «Алроса» предполагает компании в течение 5 лет выделять 500 миллионов рублей на социально-экономическое развитие Оленекского района, на территории которого в 2018 году началась разработка Верхнемунского месторождения алмазов.
Аэропорты – главная транспортная артерия для жителей северных районов. Завершены работы по реконструкции воздушной гавани Сакырыр и Тикси. Продолжается реконструкция аэропорта Среднеколымск, запланированные работы в Жиганске. Реализуется крупный проект с участием иностранных инвесторов в Булунском районе. Строительство ветродизельного комплекса в поселке Тикси. Объем инвестиций в основной капитал арктических и северных районов по итогам 2018 года составил 14 миллиардов рублей. Сохранение традиционного уклада и жизненной среды коренных народов, неукоснительная защита уязвимой экологии. Что касается оленеводства, то важным шагом стало внедрение электронной идентификации северных домашних оленей. Чипировано 2900 голов. Оленеводческими хозяйствами приобретено 16 передвижных домиков, построены маршрутные дома. Также в течение 2018 года построено 3 рыбопромысловые базы. Рыболовецкими хозяйствами приобретаются холодильные и морозильные камеры, техники повышенной проходимости. В результате улучшения оснащения увеличен объем вылова рыбы в летнюю путину на 500 тонн. Повысилось качество хранения рыбы. Ну и как видно из сюжета, в республике в последнее время действительно вводится много современных объектов, создаются комфортные условия для проживания людей, их развития. Арсений Сергеевич, одной из ваших последних инициатив был проект «Учитель Арктики». По сути, это возобновление программы по обеспечению жильем педагогов, которые едут работать в арктические районы. Вот когда все-таки планируется запустить этот проект и кто может стать его участником? Безусловно, поддержка арктических районов у нас должна выражаться не только на бумаге, не только словами, но и реальными делами. Именно поэтому я считаю, что республика последний год мы абсолютно осознанно, четко идем по пути реальной поддержки людей, которые живут на северах, живут в арктической зоне. Во-первых, конечно, благодаря решению президента арктическая зона Якутии в этом году резко расширена. Мы получили право, еще 8 районов включили. У нас сейчас территория Якутской Арктики — это 1 600 000 квадратных километров. Это больше половины республики. Это большое достижение республики. Сейчас, после этого, мы приняли решение о том, что все жители, которые у нас проживают в арктической зоне, освобождены от ряда республиканских налогов. Имущественные, земельные, транспортные налоги. Это республиканские и муниципальные налоги. Это тоже такой небольшой, на самом деле, но уже реальный, достаточно серьезный шаг по поддержке именно тех людей, которые непосредственно там живут. Конечно, мы работаем в части развития социальной инфраструктуры, и сейчас в сюжете это все достаточно видно. Здесь многие объекты даже не упомянуты, которые сегодня уже строятся и вводятся в строй. Теперь мы смотрим вопросы дальше. Нам надо повышать качество образования, качество медицины на северах. Конечно, это надо делать по всей республике, но я еще раз хочу сказать, что Арктика у нас, к сожалению, очень много потеряла за это время такой, знаете, разрухи, так, без времени, можно сказать. И даже за последние 10 лет у нас население Арктики практически сократилось на 9%. Отток этот все равно идет сегодня. Да? Мы должны его обязательным образом остановить и каким-то образом уже перейти к развитию Арктики. Что для этого нужно? В том числе и качество образования. Чтобы дети наши, которые учатся в Арктике, получали хорошее, достойное образование. Не секрет, что молодые учителя особо туда не едут. Да? Конечно, мы тогда должны принимать меры для того, чтобы стимулировать людей туда ехать, работать, и давать детям хорошие знания. Поэтому я на августовском совещании выступил с предложением, чтобы уже с 2020 года такая программа под названием «Учитель Арктики» заработала. В ее основе, конечно же, будет материальная поддержка тех молодых специалистов, которые будут туда у нас переезжать. В части, вы правильно сказали, мы будем компенсировать, человек, который проработает определенное количество лет в Арктике, он сможет получить до 50% компенсации за однокомнатную благоустроенную новую квартиру по ценам города Якутска. Это одно. И будут также единовременные выплаты, будет возможность, опять же, этими средствами не только покупать новое жилье, но и гасить ту же ипотеку, которую он ранее получил, или направить на рефинансирование ипотечных кредитов. В общем, мы такие решения, сейчас уже поручение исполняется, и правительство уже
пределах бюджета 2020 года, который сейчас как раз разрабатывается и вносится на утверждение Государственного собрания, на это обязательно средства посмотрим. Более того, я хочу сказать, что мы эту программу будем в дальнейшем и расширять, смотреть для того, чтобы у нас, может быть, не только арктические районы в дальнейшем, да, но и наши труднодоступные сельские населенные пункты, которых у нас и в Центральной Якутии, и в Заречных районах, и в Вилюйской группе районов еще есть, тоже такую возможность могли получить. Вот, поэтому эта программа будет работать. Ну и кроме этого у нас есть и другие, скажем так, задумки для того, чтобы в ближайшие годы мы все-таки жизнь людей в Арктике сделали реально все-таки лучше. Спасибо, Айсен Сергеевич. Я знаю, что к нам поступает очень много телефонных звонков. Давайте передадим слово Оксане Устиновой. Оксана. Еще раз добрый вечер. Уже с начала эфира в наш центр приема звонков поступило множество вопросов к Айсену Сергеевичу. Давайте поговорим с Семеном Соколовым из поселка Старая Табага. Семен Петрович, добрый вечер. Вы в прямом эфире и, пожалуйста, задайте свой вопрос. Здравствуйте, Айсен Сергеевич. Соколов Семен Петрович, Старая Табага. Вопрос такой. Будет ли строительство моста через реку Лена? И что дальше будет с деревней Старая Табага? Спасибо. Спасибо, Сергей Петрович. Я, конечно же, понимаю обеспокоенность жителей Старой Табаги. Достаточно много разных самых слухов ходит о том, что всю Табагу будут сносить, всех будут выселять, неизвестно куда, ничего не заплатят там, и так далее. На самом деле, конечно же, мы понимаем, что вопрос строительства Ленского моста – это вопрос важнейший даже не для города Якутска, так, это важнейший вопрос дальнейшего развития всей нашей Якутии. Именно отсутствие моста сегодня препятствует намного более динамичному развитию всей нашей республики, да и не только нашей республики, но и всего северо-востока нашей великой страны. Я очень надеюсь, что та работа, которую вот мы последний год проводим по поручению президента, по обоснованию, скажем так, строительства Ленского моста, она получит окончательную поддержку в руководстве правительства Российской Федерации. Мы практически со всеми отраслевыми министерствами, включая даже такие традиционно сложные в этом вопросе министерства, как Министерство финансов, Министерство экономики, достигли уже колоссального прогресса. Сегодня речь на самом деле уже идет не о том, нужен мост или не нужен, как вот совсем недавно еще это обсуждалось, а вопрос идет уже об источниках финансирования данного проекта. Проект на самом деле очень дорогой, это тоже не надо скрывать. Сам мост это 3 с лишним километра и плюс практически 20 километров подъездных путей. Вот. И по самым разным оценкам он стоит от 65 до 80 миллиардов рублей. Когда будет проектно-сметная документация готова, тогда точно его стоимость и будет определена. Конечно же, в этом случае мы всегда должны идти по наиболее, скажем так, возможному, наиболее благоприятному створу моста. И этот створ находится вот как раз в районе Старой Табаги. В другом месте у нас по долине Туймада этот мост проложить просто невозможно. Есть, конечно, разные варианты, но для этого, например, надо прямо вот в районе площади Победы, скажем так, там выходить со сносом половины значительной части городской территории. Это, конечно, просто невозможно ни с экономической, ни уже ни с какой точки зрения. И по Табаге, и на самом деле вот с той стороны, например, по тем населенным пунктам, которые есть у нас в Мегино-Кангласском районе, да, в общей сложности всего лишь около 80 участков попадает под изъятие. Причем на большинстве этих земельных участков нет никаких сегодня строительств жилого характера. Там есть где-то есть гаражи, где-то теплицы, где-то вообще пустые стоят участки. Так? Жилых домов, насколько я помню, если я не ошибаюсь, вот по Табаге попадает, причем с учетом даже заброшенных домов, которых в Старой Табаге, к сожалению, тоже хватает, около 30. Они в основном будут идти как раз вдоль протоки, которая проходит в районе Старой Табаги. Створ моста примерно определен. После окончательного согласования уже со всеми проектными организациями уже об этом будет объявлено. Участки сейчас зарезервированы. Еще раз говорю, по той и по другой стороне это 81 участок, если быть точным. Конечно же, в случае изъятия земельных участков у собственников все получат рыночную компенсацию. Достойную рыночную компенсацию, никаких там ограничений в части того, что специально будут за копейки у людей землю забирать, такого не будет.
будут расценки государственные, достаточно, еще раз говорю, достойные, нормальные, и я уверен, что люди на это согласятся. С учетом, еще раз говорю, той большой миссии, которую вот этот мост должен выполнять. Сам же поселок вот Старая Табага, он, конечно, останется так, потому что створ, пройдет мост, он же не прямо вот посередке, еще раз говорю, села пройдет, так. Пройдет он, чтобы наименьшим образом захватить жилые участки, вообще сам участки. И я считаю, что наоборот Старая Табага, пользуясь вот возможностями, которые появляются строительством моста, еще будет лучше, быстрее развиваться. Вот, поэтому, поверьте мне, вот и я и Сергею Петровичу говорю, и другим жителям Старой Табаги, да и вообще вот жителям тех населенных пунктов, которые расположены близко будут к створу моста, мы вопрос именно соблюдения прав граждан будем очень четко отслеживать, и все необходимые процедуры будем строго в соответствии с законом делать. Александр Сергеевич, еще одна важная тема для республики – это навигация. В этом году она проходила в сложнейших гидрологических условиях. Сейчас она завершается. Вот удалось ли выполнить план по завозу грузов и повлияло ли обмеление реки Лена на доставку? Конечно же, навигация этого года, начиная вот с августа месяца, она ознаменовалась очень серьезными низкими уровнями на реке Лена. Многие говорят, что это впервые случилось и так далее. На самом деле, конечно, это периодически повторяющийся период. Вот через 12 лет приходит период большой воды, потом 12 лет проходит малой воды. Так? Поэтому, судя по всему, сейчас пришел достаточно долгий период малой воды. У нас последние, на самом деле, 3 года уже навигация идет вот в условиях низких уровней в августе, в сентябре. Вот в этом году, конечно, уровни были достаточно, очень низкие. Так? При этом хочу сказать, что сегодня отгружено уже 94% всех грузов, которые должны были быть отгружены и для нужд республики, и для нужд хозяйствующих субъектов. Вот сегодня навигация, она еще продолжается, как на наших северных реках, так и по Лене. Уверенность у нас есть, что мы 100%, конечно, все, что надо, все завезем. Вот. Конечно же, вот это падение уровней воды, особенности в верховьях Лена, оно, конечно, дало серьезное удорожание завоза, потому что корабли, которые должны были возить там 2000 тонн, так, возили там 1900 тонн, так, загрузка была там от 40, 50, 60%. И, конечно же, это в любом случае удорожание как и для хозяйствующих субъектов, так и для, например, перевозчиков, в том числе для ЛОРПа. Но хочу отметить, что правительство с самого начала мы держали руку на пульсе этого всего вопроса. Как только мы увидели, что, например, у нас появились серьезные проблемы по завозу авиационного топлива, которые должны были обеспечить Роснефть аэро, то немедленно была введена чрезвычайная ситуация по Жатаю и по Якутску. Сейчас как раз работы заканчиваются, практически закончены по углублению канала к Жатайской нефтебазе. И вчера уже 2 первых танкера с авиатопливом уже вошли в канал. Так? Мы полностью уверены в том, что проблем с авиационным топливом, например, уже не будет. Так? Еще раз говорю, вовремя была доведена информация, вовремя правительство республики приняло оперативные меры, и совместно с Саханефтегазбытом, с другими поставщиками топлива, с перевозчиками все решения приняты. Поэтому еще раз хочу подчеркнуть, даже на этом примере мы ситуацию четко контролируем. И по северным рекам, и по основному по Лене никаких сбоев у нас не будет. Так будет и в дальнейшем. Конечно же, при этом, еще раз говорю, навигация в ближайшие годы, конечно, будет достаточно у нас серьезная, если такие низкие уровни будут сохраняться. А это, к сожалению, может быть еще более низкие уровни. Ведь многие же забывают, что был в истории 85-й год, когда из-за рекордно низких уровней воды навигация практически была сорвана, и тогда, например, на предприятии Якуталмаза топливо до начала зимника доставлялось самолетами военной транспортной авиации Советского Союза, когда несколько десятков тысяч тонн было прямо по воздуху доставлено. Вот какие у нас были времена, когда были реально вообще абсолютно низкие уровни воды на реке Лена. Так? И как раз это, кстати говоря, еще один повод для меня, по крайней мере, на уровне руководителей нашей страны ставить вопрос о необходимости строительства Ленского моста. Если бы был мост, этой проблемы вообще, в принципе, не существовало. У нас железная дорога напротив стоит города Якутск. Все бы завезли туда и просто автотранспортом уже доставили и топливо, и все, что другое нужно, уже сюда, в район города Якутска и дальше. Поэтому, нет худа без добра.
надеюсь, это тоже вот послужит такой, знаете, вот серьезным весомым поводом для того, чтобы мост у нас в ближайшие годы начал строиться. Спасибо, Арсений Сергеевич. Мы продолжаем прямую линию. Свои вопросы вы также можете задать через социальные сети. Адреса вы видите на своих экранах. К этой минуте у нас подготовлено прямое включение из поселка Нижний Бестях. Наш корреспондент Юрий Осипов готов выйти в эфир. Юра, вам слово. Здравствуйте, Арсений Сергеевич, коллеги и наши телезрители. Сейчас мы находимся на станции Нижний Бестях. Сейчас пассажиров здесь нет, так как поезд отправился в путь вчера в 10 утра и по расписанию прибудет только завтра в 5 утра. Но ровно 2 месяца назад, 27 июля, вы, Арсений Сергеевич, лично принимали здесь первый поезд с пассажирами. 520 километров железнодорожного полотна. Путь, который якутяне ждали десятилетиями. Этому дню предшествовали многие годы труда огромного количества людей. Строители железной дороги приезжали сюда со всего Советского Союза. И вот поезд проехал по историческому маршруту, который коснулся нескольких районов республики. И спустя 17 часов прибыл на станцию Нижний Бестях. Это событие возвестило о начале пассажирского сообщения. С тех пор поезда здесь ходят регулярно. И с того момента здесь прошло уже около 60 поездов, а это более 6 тысяч пассажиров. Железная дорога соединила Якутию со всей Россией. Отсюда можно поехать в Алдан, Нерюнгри, Москву, Хабаровск, Благовещенск, Владивосток. И это не все точки, куда можно поехать. Железная дорога упростила логистическую схему доставки грузов до Нижнего Бестяха. И вместе с тем предприниматели республики задаются вопросом, стоит ли ждать снижения стоимости грузовых перевозок. Заранее благодарю вас за ответ. Спасибо за вопрос. Конечно же, приход железной дороги до станции Нижний Бестях, начало работы в постоянном уже режиме и транспорт грузового сообщения железнодорожного, и начиная вот с лета этого года уже пассажирского, это огромное значение имеет для республики. 35 лет шло строительство Амуро-Якутской магистрали. Это на самом деле трудовой подвиг всех тех десятков тысяч людей, которые трудились на этой стройке, отстаивали ее, довели ее до Нижнего Бестяха, ввели ее в постоянную эксплуатацию. И именно поэтому я сегодня вручил звание почетный гражданин Республики Саха-Якутия Дмитрию Дмитриевичу Трофимову, который долгие годы работал в железных дорогах Якутии, возглавлял бессменно многие годы совет директоров. И благодаря в том числе и деятельности которого железная дорога не была растащена в 90-е годы, начала строиться уже в нулевые, и вот сейчас мы уже имеем введенную в строй Амуро-Якутскую магистраль до самого поселка Нижний Бестях. Конечно же, сейчас уже после того, как станция вошла в работу, как линия начала работать в режиме постоянной эксплуатации, согласно решениям, принятых на федеральном уровне, сегодня там уже действуют тарифы российских железных дорог. И вот по всем оценкам, если раньше, например, по железной дороге можно было довести до Тамота, потом дальше автотранспортом сюда доставлять, то стоимость грузоперевозок в среднем на 25-30% уже снизилась. По некоторым категориям еще больше. Это уже на самом деле и предприниматели должны почувствовать так, и самое главное, я надеюсь, что это почувствуют и жители, для которых это должно отразиться в том числе в том, чтобы цены на ряд товаров, вообще на все товары, которые у нас перевозятся, в Якутск практически все привозится, да, и в другие наши районы уже не повышались. Это, на самом деле, еще раз говорю, очень серьезное было решение в свое время строить железную дорогу, еще принятое в Советском Союзе. Были разные трудности, но еще раз говорю, благодаря настойчивости руководства республики всех лет, все-таки мы этот вопрос добили, и железная дорога у нас появилась. Спасибо, Арсений Сергеевич. Мы благодарим нашего корреспондента Юрия Осипова. Ну а мы продолжаем нашу прямую линию. Арсений Сергеевич, у нас поступил вопрос по электронной почте. Пишет Адельбаева Ольга Викторовна из Нерюнгри. Но перед тем, как задать ее вопрос, я предлагаю посмотреть видеосюжет как раз на эту тему, который подготовила корреспондент Саргалан Захарова.
Вторая волна переселения – программа, которую ждут десятки тысяч якутян. А если быть точнее, то больше 61 тысячи жителей аварийных домов, вошедших в заветный список расселения до 2025 года. В их числе и семья Капустиных из Ленска. Сейчас пара живет в квартире в деревянном доме. Когда переехали в собственное жилье, единственное, которое могли на тот момент себе позволить молодые люди, вид квартиры был еще печальнее. Проваленные полы, обшарпанные стены. Сделали ремонт, но и он не спасает. Лишь визуальное прикрытие серьезных проблем. Балки сгнили, да. Канализация пахнет, там сырость. Вот там проблема. Постоянно дом ведет. Двери не закрываются, межкомнатные. Конец проблем уже не за горами. Новую квартиру власти обещают уже в декабре. Ждут новоселья в семье с нетерпением. А вот в Намском Улусе 81-летней бабушке-инвалиду не до веселья. Их дом планируют расселить в октябре следующего года. «Боюсь, не дотяну», — говорит старушка. Возраст дает о себе знать, да и, мягко говоря, тяжелые условия проживания отбирают остатки здоровья. На помощь приходят неравнодушные соседки. Кыһын манна киһи кыйын киһи олох тохтабат олорбат иннигенен бу соседтерна жан кылыбыра иттибите болакты деген тохпут ити коридор бут жабы сулларын мытынтин манна парпоркаланин туралар а так бы стен кырдакар тох а так стенте олох пустой. Ко всем бедам прибавилась еще одна. В доме отключили газ. Газ потом была на диагностика, им барбата хотели, так сами хотели масин тягану ворован. Бухалы выгабьена барбата хотели шелли, на турарванну тум дахвах. Приходится тратиться на электричество, приготовить еду, подключить обогреватели, вскипятить воду. Множественные удлинители не выдерживают нагрузки. Единственная надежда на программу. Дом признали аварийным в 2012 году. После 7 лет ожидания сообщению о переезде были безмерно рады, говорит Клавдия Хлопкова. Однако ложкой дегтя в этой бочке меда стала новость о доплатах за новые квартиры в размере 30% от ее стоимости. Пенсионер дарбит. Имбел каздияксын почти имбелиттер дахпит. Аны бия колбура бия ол кредит киряпытында бар бутын нер бия кредит бербеттер. Уже саспыт уже сеттонче болан эрдачи. На предыдущей очереди программы получили квартиры 30 тысяч якутян. Молодая семья Васильевых переехала в новое жилье 3 года назад. За это время произошло значимое событие. Родился 3-й ребенок. В хороших условиях и детей растить легче. Конечно, нахачу буллади. Сырдык, раз, кен, квадрат, колбыпыт, он нубут. Он там на олох съемет. Хискарачанки испытан. Программа переселения не просто улучшает жилищные условия, но и полностью меняет жизни людей. Такая нужная и долгожданная. Для пожилых она гарант достойной старости, а для подрастающего поколения залог уверенного будущего. Сарглана Захарова, Нюргуяна Романова, Сергей Евсюков, Иннокентий Кривошапкин, Намский и Ленский районы. Александр Сергеевич, возвращаясь к вопросу Адельбаевой Ольги Викторовны, она интересуется переселением аварийного жилья, и вот что она пишет. Сегодня прочитала статью в Инстаграме, где указано, что денежная компенсация за аварийное жилье составляет 50 тысяч рублей за 1 квадратный метр. Когда это начнет действовать в городе Нерюнгри и что для этого нужно? Спасибо. Конечно же, вот программа переселения жителей из аварийного жилья – это, наверное, один из самых главных национальных проектов, которые действуют в целом по Российской Федерации. Ну и для Якутии это имеет огромное значение, эта программа. У нас, к сожалению, самый большой объем аварийного жилья в целом по стране. И недаром вот сейчас практически 18, может даже уже больше процентов средств, выделенных по всей стране на эту программу, выделено именно на Якутию. Это очень большая помощь со стороны федерального центра, лично президента нашей страны Владимира Владимировича Путина. Потому что, еще раз говорю, вот даже на Восточном экономическом форуме еще дополнительные средства Фонд реформирования ЖКХ, ее генеральный директор Сыцин Константин, вот он как раз подписал это соглашение с республикой. Конечно же, мы понимаем, что вот в отличие от первого этапа программы, когда в основном в программе участвовали крупные населенные пункты, сейчас у нас практически вся республика затронута этой программой. От самых северных районов до самых южных. В каждом районе, вы знаете, сейчас масса вопросов.
Вот. Люди же во многих районах люди после развала Советского Союза вообще не получали квартир, вообще не строилось новое жилье. И вот сегодня возникает ряд вопросов, связанных со строительством, с компенсациями, с возможностью там какого-то обмена даже люди просят. Есть очень много вопросов и бытовых, там, когда в одной квартире живут там 2 семьи, многие, кто-то куда-то уехал, кто-то переехал, так. И со всем этим надо, конечно, работать. Вот. Я сам, будучи главой города Якутска, лично занимался этими проблемами. У нас по городу Якутску тогда был расселен тоже беспрецедентно высокий объем аварийного жилья, признанного таким до 2012 года. 226 домов мы расселили многоквартирных. И, конечно же, вот здесь очень важную роль играет, знаете, вовлеченность самих руководителей местного самоуправления. Я вот по районам езжу, в любом районе, куда я приехал, я обязательно смотрю, как идет эта программа. Потому что я просто понимаю, что наши люди не должны жить в таких условиях. Вот когда смотришь, в каких условиях живет эта бабушка, например, сердце крови обливается. Вот. И, к сожалению, таких у нас людей 61 тысяча. 61 тысяча людей сегодня проживает в аварийных домах, признанных такими до 2017 года. Вот. И мы обязательно кровь из носа должны всех людей расселить в нормальные условия. Я хочу заверить всех жителей, которые вот у нас по этой программе попадают, что мы обязательно эту программу реализуем в каждом районе. Если какие-то люди видят нарушения, какие-то случаи грубости, невнимания со стороны муниципальных властей, не бойтесь, пишите напрямую мне, пишите прокуратуру. Вот. По всем этим случаям будет соответствующая реакция. Потому что, еще раз говорю, вот люди, которые, вот, к сожалению, сегодня в таких условиях живут, вот, они должны пользоваться максимальной помощью со стороны государства для того, чтобы выделенные федеральные средства, выделенные республиканские средства, все дошли по назначению, и люди получили нормальное жилье. Или, если люди сочтут возможным, они могут получить компенсацию. И вот как раз вопрос жительницы Нерюнгри касается денежной компенсации. Здесь я хочу сказать, что пока по республике нет единой стоимости оценки. Вот цифра 50 тысяч, которая вот сейчас озвучена, это скорее, наверное, для города Якутска пока. По Нерюнгри, насколько я знаю, там в районе 40, 35, 40 тысяч рублей. На память могу сказать. Ну, еще раз говорю, по каждому району там цифры разные, так, и состояние жилья другое, и рынок жилья другой. Вместе с тем, я, наверное, все-таки буду настаивать и попрошу правительство в этой части отработать, чтобы через некоторое время, конечно, уже не в этом году, может, даже не в следующем, но мы все-таки какую-то единую стоимость по компенсации для людей приняли, чтобы, которые люди, кто хочет получить денежную компенсацию, таких случаев на самом деле достаточно много. Так, когда люди хотят деньги просто получить и переехать, например, из сельского населенного пункта в районный центр, из районного центра в Якутск или там Мирный. Вот в таких случаях мы, конечно, людям должны давать эту возможность. Вот здесь прозвучал также вопрос о том, что просят до 30% стоимости квартиры доплатить. Я думаю, что это ошибка местных властей. Ну, такого не может быть. Вот. Во-первых, доплата может быть только при переселении из приватизированных квартир. Муниципальные квартиры, там вообще никаких вопросов о доплатах не должно стоять. Если же человек вот переезжает из квартиры, например, там 30 квадратов в квартиру 50 квадратов, то там возможность доплаты, она существует. Вот. Но причем она достаточно ограниченная, так, и у нас на самом деле вот переселение все делают, мы стараемся делать, чтобы у людей вообще доплат не возникало. Там определенную дельту государство может на себя взять, там, до каких-то процентов. Так? Вот в случае, чтобы людей заставляли там 30% доплачивать стоимости квартиры, ну, я честно скажу, что я не припомню. Я попрошу по Намскому району посмотреть. Если коллеги там как-то не так до людей доводят, мы их поправим в обязательном порядке. Спасибо, Айсен Сергеевич. И прямо сейчас мы вновь переносимся в колл-центр. Оксана, вам слово. Наш колл-центр буквально разрывается от звонков наших телезрителей и радиослушателей. И сейчас до нас дозвонился наш следующий телезритель. Давайте его послушаем. Добрый вечер, вы в эфире. Пожалуйста, представьтесь и ваш вопрос. Здравствуйте, Айсен Сергеевич. Это житель города Якутска, Боков Иван Иванович, пенсионер. У меня один вопрос. Дольщик, аманатом дольщиком что решается? Деньги возвращать будут или нет? Все, спасибо. Спасибо, Иван Иванович.
К сожалению, вот не прозвучало все-таки по какому адресу конкретный дом, потому что здесь в последнее время по обманутым дольщикам же очень много разных объектов, которые вообще чуть ли там с 90-е годы были, ну, начатые и заброшены. Так. Есть вопросы, когда ставятся обманутые дольщики гаражных вот, кооперативов. Но вместе с тем хочу сказать, что мы намерены вопрос по обманутым дольщикам, которые официально включены у нас в реестр обманутых дольщиков, который ведет Министерство строительства, решить буквально вот в ближайший год. Сегодня в стране создан специальный фонд по работе с обманутыми дольщиками. В республиканский такой региональный фонд тоже мы практически уже на стадии завершения его его создания. И еще раз говорю, мы вот вместе с федеральными нашими коллегами намерены по тем, кто у нас официально в этот реестр включен, а это не только вот по городу Якутску, но это и в других у нас населенных пунктах, да, все эти вопросы решить в ближайший год. Это на самом деле очень непростая задача, но еще раз говорю, правительство сделает все, чтобы эта задача была полностью решена. Другой вопрос, еще раз говорю, что очень много у нас людей, которые официально не включены еще, не имеют статуса обманутого дольщика. Здесь мы будем работать, смотреть, насколько этот статус на самом деле соответствует федеральному закону. Здесь я хочу сказать, что вот по линии партии «Единая Россия» работает очень хорошо общественная приемная во главе с народным депутатом Голомаревой. И она, на самом деле, вот проделала очень большую работу. Во многом даже она, я могу сказать, помогла нашему Министерству строительства, так сделала за них их работу. Так, к сожалению, Минстрой пока вот эту работу не до конца доделал, а вот общественная приемная ее уже сделала. Так, и я надеюсь, что и при помощи вот наших общественных организаций, политических партий, мы сможем этот вопрос в ближайшее время решить. И, конечно же, эта проблема существует, никуда она не делась, и в обязательном порядке будем помогать нашим гражданам, которые, к сожалению, в силу разных причин стали жертвой вот такого обмана. Спасибо, Айсен Сергеевич. Как ранее отметили мои коллеги, на электронную почту нашей программы поступили и видеовопросы. Предлагаю послушать вопрос Николая Харлампьева из Вилюйска. Здравствуйте, уважаемый Айсен Сергеевич. Позвольте представиться. Меня зовут Харлампьев Николай Николаевич. Я звоню из города Вилюйск. В первую очередь, позвольте мне от имени всех жителей Вилюйского района выразить вам слова благодарности за вашу поддержку и помощь в строительстве нового сквера памяти выдающегося государственного деятеля Степана Максимовича Аржакова в канун празднования Дня государственности Республики Саха-Якутия. Мы вам говорим большое человеческое спасибо. Ну и хочется спросить, Айсен Сергеевич, на сегодня на территории республики строятся больницы, ФАПы, закупается современное медицинское оборудование. Тем не менее, для получения качественного лечения людям из районов мы вынуждены ездить в Якутск или в центральные города России, а то и в зарубежные страны. В этой связи хотелось бы у вас спросить, Айсен Сергеевич, как вы считаете, когда же мы сможем получить качественное лечение на местах и когда повысится уровень врачей? Спасибо. Спасибо за вопрос. Конечно же, вопрос повышения качества медицинских услуг – это один из главных вопросов, который стоит у нас в республике. К сожалению, несмотря на то, что в последние годы мы достигли достаточно значительного прогресса в этой части, у нас значительно увеличилась и продолжительность жизни, снижена младенческая смертность. По всем показателям демографии мы лучшие на Дальнем Востоке. По лечению также наши показатели гораздо лучше и среднероссийских, и показателей Дальнего Востока. К сожалению, конечно же, удовлетворенность качеством медицинских услуг у нас в республике оставляет желать лучшего. Это касается, я уверен, не только Вилюйского района. У нас в промышленных районах, где бы я ни был, масса жалоб на качество медицинских услуг. У нас по городу Якутску очень много жалоб на медицинские услуги, так на их качество. И, конечно, мы здесь должны очень серьезную работу провести. Уверен, что самое главное, мы должны серьезнейшим образом укрепить первичное звено медицинское. И сегодня эта работа идет, в том числе по линии национальных проектов. Это и строительство ФАПов, это и сохранение наших малых больниц,
которые тоже могут попасть под сокращение, так как считают некоторые, но мы их ничего сокращать не будем. Конечно же, речь идет и о строительстве крупных объектов. Вот, например, в городе Якутске в этом году, благодаря решению Юрия Петровича Трутнева, благодаря его поддержке и позиции Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики нашей страны, начал строиться кардиологический диспансер. Продолжается строительство нулевого цикла онкологического диспансера, пока на деньги республики, но я уверен, что мы уже в скором времени получим финансирование из федерального бюджета, и это тоже очень важный для нашей республики объект. Онкологический диспансер у нас будет до конца 2022 года построен. Очень важный вопрос при всем при этом, при вот как раз строительстве объектов новых, мы, конечно же, должны заниматься и подготовкой кадров, повышением качества наших врачебных кадров. Во-первых, у нас врачей не хватает. И вот как раз сегодня у нас в Якутске находится первый заместитель министра науки и высшего образования нашей страны Георгий Владимирович Трубников. И вот мы сегодня с утра встречались, потом уже вот ночью будем встречаться, обсуждать вопросы именно как раз развития нашего университета, строительства нового учебно-лабораторного корпуса для нашего медицинского института. И уверен, что мы получим поддержку, и в ближайшие годы вот все-таки у нас выпуск врачей повысится, так, здесь у нас в Якутии. Ну и, конечно, надо готовить уже за пределами республики их. Мы сегодня уже направляем на стажировки наших врачей в ведущие клиники и России, и мира, для того, чтобы вот ввод в строй нового онкологического диспансера ознаменовался не только просто вот каким-то количественным улучшением, да, но и качественным улучшением по лечению этого страшного заболевания. И здесь, конечно, надо применять и новые методы, самые современные методы. Я за то, чтобы мы не просто шли там в русле, например, каких-то самых ведущих там российских тенденций, да, мы должны быть вообще в русле мировых тенденций. Вот, я считаю, что у нас таланты есть, мы должны их поддерживать, мы должны их вовлекать. И, конечно, здесь не надо бояться каких-то новых новаций, да, а то у нас мы все-таки в некоторой степени консерваторы, да, всегда чего-то нового боимся. Наоборот, надо вот как раз инновации именно вот в медицине, в биотехнологиях как можно шире здесь у нас в Якутии применять для лечения не только онкологических заболеваний, да, но и других заболеваний. Для того, чтобы медицина нашей республики была не просто вот на высоком российском, да, а на высоком мировом уровне. Уверен, мы этого достигнем. Вот. Еще раз говорю, что повышение качества медицинских услуг – это одна из самых наших главных задач. Вот. Мы сегодня все практически, да, не удовлетворены вот этим качеством. И, конечно, вот эта задача обязательно должна быть решена руководством республики. Спасибо, Айсен Сергеевич. А у нас есть следующий вопрос. Из Усть-Алданского улуса звонит Данил Жирков. Данил Иванович, добрый вечер, мы вас слушаем. Добрый вечер, уважаемый Айсен Сергеевич. Мне, как работнику бюджетной сферы, очень важно знать, как будут проходить сокращения оптимизации в социальных учреждениях нашей республики. Спасибо. Спасибо. Данил Иванович, вот я не приветствую, когда начинают говорить о том, что у нас будет сокращение социальной сферы, оптимизация социальной сферы. Так, это скорее, вот знаете, вот в каких-то определенных кругах пытаются вот это использовать. На самом деле мы сегодня должны вести речь о повышении качества социальных услуг. Вот сейчас только был вопрос по медицинским услугам. Так? Мы же понимаем, что наши врачи должны нас лучше лечить. Так? И вообще не допускать того, чтобы мы заболевали. Да? Медицина должна быть направлена не на лечение уже каких-то болезней, а должна быть больше направлена на профилактику. Мы все тоже считаем, что наших детей в школах должны лучше обучать. Это же тоже важнейшая, ну, скажем так, функция образовательных учреждений. В домах культуры мы должны получать соответствующие хорошие культурные какие-то услуги. Вместе с тем, многие пытаются представить это так, как будто бы школы, вот, врачебные учреждения культуры существуют для того, чтобы люди там получали заработную плату. Вот это не главное. Еще раз говорю, вот, когда мне говорят, вот если у нас школу закроют, у нас село закроется. Конечно, село закроется, если школы не будет. Так? Но мы же сегодня ставим вопрос не о том, чтобы школу закрыть, а о том, чтобы качество образования в этой школе соответствовало тем требованиям, которые родители сегодня предъявляют.
У нас сегодня в 24 районах нашей республики есть выпускники, которые сдали базовые экзамены ниже всяких установленных оценок. У нас есть школы, из которых дети сдают ЕГЭ там, по 8, по 9 баллов получают за математику. Ну и куда эти дети потом устроятся? Они же даже просто никуда уже точно не поступят и не смогут ни среднее профессиональное, ни высшее образование получить. Соответственно, мы, обучив людей 11 лет в школах, выпустили из них абсолютных людей, которые уже лишены практически каких-то перспектив трудовых по своей жизни. Поэтому я ставлю вопрос не о том, чтобы мы эти школы закрыли, а о том, чтобы качество образования в этих школах повысить. Что для этого нужно делать? Я вот вижу, например, что по очень многим учреждениям социальной сферы, вот как раз я по образованию, по здравоохранению, по культуре, у нас крайне раздут управленческий персонал. У нас, вот я учился в Верхневилюйской физмат-школе, замечательная школа, одна из лучших школ не только республики, но и Советского Союза была, так. У нас было 2 завуча, так, был директор, так, и нормально со всем справлялись. Огромный интернат был, где дети со всей республики обучались. Вот. В классах было у нас тоже так немало, вот у меня в классе 38 детей нас училось. А сейчас посмотришь на каждую школу, да. По 9 завучей. Ну, по городу Якутску есть по 9 завучей, да. Ну, у нас же в наших районных центрах там по 5 завучей, так. Завхозы, там, которые получают, опять же, там, помощники завхозы, главные бухгалтера, кассиры. Огромный управленческий аппарат, который на самом деле серьезных таких функций именно для образования не несет. Он не занимается образованием наших детей. Вот. Это вот только по образованию. Так, в больницах то же самое. Вот, бывает, знаете, вот просто диву даешь, вот особенно с Снегуринской районной больницы, вот, было очень много жалоб, я сам разбирался. По району огромное количество лечебных учреждений. В каждом главный врач, заместитель главного врача первый, заместитель главного врача второй, там опять же бухгалтерия, опять же юристы, завхозы. Вот. При этом абсолютно понятно, что эта система была в 90-х годах создана, с тех пор сохранилась, и она абсолютно не соответствует сегодняшнему состоянию дел. А при этом качество здравоохранения в Мирюгбинском районе хуже, чем в любом другом сельском районе нашей республики. Я вот честно говорю. Мне первый раз я туда зашел, мне было очень стыдно, что вот у нас в республике такая больница есть, и это больница второго нашего по величине города, который мы называем там южной столицей республики. И, конечно, мы сейчас примем все меры, чтобы до 2022 года ситуацию там коренным образом исправить. Сейчас уже исправляется так, но вместе с тем во многом вот проблема низкого качества здравоохранения в Мирюгбинском районе — это из-за архаичной, неправильной, неэффективной системы управления, из-за крайне раздутого управленческого аппарата и нехватки реально настоящих хороших врачебных кадров. Вот. И поэтому мы будем работать над тем, чтобы система социальная по республике в целом была не оптимизирована, не сокращена, а она чтобы была качественная, чтобы она предоставляла, была направлена, заточена на то, чтобы мы, граждане республики, да, получали хорошие, качественные услуги от этой социальной сферы. От образования, от культуры, от здравоохранения. Вот. И, конечно, сопротивление есть. Я чувствую это сопротивление и на уровне министерств, ведомств, на уровне муниципальных районов, там, поселений, на уровне вот самой этой системы. Но мы обязательно это будем делать, потому что для меня приоритет — это, еще раз говорю, качество жизни наших граждан. Мы должны получать хорошие услуги от нашей социальной сферы. Иначе зачем мы эту сферу содержим, огромные деньги туда даем и платим заработную плату. Вот. Сейчас, после отмены вот этого пресловутого 202-го постановления, во главе с Владимиром Викторовичем Солодовым создана специальная рабочая группа. Она рассмотрела все районы практически так. Там остался город Якутск и пара еще северных районов. В принципе, со всеми уже соглашение уже подписано, найдено. Мы понимаем, по какому направлению пойдем, где у нас, как мы будем систему улучшать, эту социальную сферу. Уверен, что это даст, во-первых, и экономию саму, так по деньгам, потому что, извиняюсь, заработная плата управленческого аппарата, она гораздо выше, чем у рядовых учителей и врачей. Так? А во-вторых, она все-таки позволит нам улучшить качество образования. И вот мне не будет стыдно, как главе крупнейшего субъекта Российской Федерации, что у нас есть школы, где дети получают 9 баллов за ЕГЭ. Вот. А мне бы хотелось, чтобы все наши дети учились только на пятерке и получали, там, знаете, 50 и выше, так, баллов за ЕГЭ. Так. Будем к этому стремиться. Спасибо, Айсен Сергеевич. В наш колл-центр продолжают поступать вопросы. И к нам дозвонились. Давайте послушаем. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. И ваш вопрос.
Здравствуйте. Добрый вечер. Слушаем ваш вопрос. Я Майорова Екатерина Анатольевна, проживаю в городе Якутске и улица Кешвилева, 8. Я многодетная мама, у меня 3 детей. У меня такой вопрос. У меня последний ребенок 2018 года рождения, ему нету годика. Почему наши дети не попали в выплаты до 3 лет? Нигде. Только выплаты сделали первым и вторым детям и третьим детям, рожденным с 2019 года. Наши дети выпали из системы. Почему? Почему мы не можем сидеть до 3 лет, как все? Спасибо за вопрос, Катерина. Ну, хочу здесь сказать, что решения, которые приняты у нас именно в этом году по поручению президента Российской Федерации в рамках реализации проектов, они, конечно же, касаются именно тех детей, которые родились после 1 января 2019 года. Достаточно много вопросов мне с этим, по этому вопросу возникает. Пишут мне, вот у нас дети родились именно в 2018 году, в декабре 2018 года, мы как, почему не получаем? Так? Закон есть закон. Вот с 1 января 2019 года кто попадает, те попадают. Так? Другой вопрос, что у нас есть достаточно много мер поддержки многодетных семей, которые ранее родились. И если по каким-то причинам Катерине отказывают в получении тех возможностей, которые были ранее, так, то, конечно, с этим надо разбираться. Ну а вот по новым льготам, еще раз говорю, закон есть закон, так, он обратной силы не имеет с 1 января 2019 года. Спасибо, Айсен Сергеевич. У нас есть следующий вопрос. Из Ленского района нам звонит Владимир Корнилов. Владимир Григорьевич, добрый вечер. Вы можете задать свой вопрос. Здорово. Спасибо за вопрос. Было слышно плохо, так, но, по-моему, вопрос был по миграции. По сокращению мигрантов. Достаточно, на самом деле, проблема острая не только для Якутии, но и в целом для страны. Вот последние опросы показывают, что 70% жителей России выступают за ограничение мигрантов. Хочу сказать, что да, мы в этой части достаточно плотно работаем. У нас принимаются все акты, направленные на то, чтобы в первую очередь мы как раз трудовые ресурсы использовали местные. В этом году, вот вы помните, после резонансных событий мартовских, так, я подписал указ об ограничении профессий, на которых могут иностранцы работать. Там 33 профессии было указано. Было много обсуждений, в том числе там в российском медиапространстве вот этого решения. Так, но в целом, еще раз говорю, и в конечном итоге и прокуратура, и другие надзорные органы, они все подтвердили нашу правоту, что это в полномочиях субъекта, и субъект такую политику может проводить. И хочу сказать, что мы вот сейчас видим, что реально есть улучшение. Вот если сравнивать с 2016 годом, да, то у нас где-то на 36% сократилось количество иностранцев, работающих здесь у нас на территории республики. Если это раньше вот в 2016 году было за 20 тысяч, то сейчас, если я не ошибаюсь, эта цифра где-то в районе 11-12 тысяч человек. Вот. И я уверен, что в дальнейшем, если мы будем больше все-таки свои трудовые кадры задействовать, будем их больше мотивировать на работу, в том числе не только там по городу Якутску, но и в других наших районах, да, то в конечном итоге мы сможем добиться того, чтобы основные все-таки места рабочие занимали именно наши жители Республики Саха-Якутия. Вот. Будем дальше работать. Нас в этом вопросе на самом деле и правоохранительные органы поддерживают. В этом году, после вот опять же этих событий, у нас было достаточно много совещаний. Сейчас по этому вопросу сейчас проводятся постоянные проверки. По этому году уже свыше 1000 административных дел заведено по нарушениям миграционного законодательства. Сотни мигрантов уже депортированы с территории республики. И это, вот еще раз говорю, работа органов внутренних дел, другими правоохранительными органами ведется на постоянной основе. Мне ежеквартально об ее ходе докладывают лично руководители правоохранительных органов республики. Спасибо, Айсен Сергеевич. И мы продолжаем принимать ваши звонки. Напоминаю, наш многоканальный телефон 320111. Желающих задать вопрос главе Якутии очень много. И сейчас на прямой линии с нашей студией житель из Усьянского улуса. Добрый вечер, пожалуйста, представьтесь и ваш вопрос.
Здравствуйте, Александр Сергеевич. Здравствуйте. Меня зовут Шахурдин Алексей Дмитриевич. Я житель Нартийского района, в частности, Сущанского района, на селе Гатумат. Меня волнует, хотелось бы задать вопрос, когда у нас наладится малая авиация? А то мы никак не можем, как говорится, выбраться из района сюда или с населенного пункта в район, дальше Якутска, тяжело. У нас же ни водных, ни наземных дорог нет. Вообще отделенный поселок, вы здесь были в том описании. И как вы решите этот вопрос, хотя бы в ближайшие дни или как? Все-таки 21 век, век развития до большого. Спасибо. Спасибо, Алексей Дмитриевич, за вопрос. Конечно же, проблема вот как раз внутриулусных перевозок, она для наших арктических районов очень важна. К сожалению, тарифы там очень высокие, и многим это просто не по карману. В рамках решения этой задачи правительство ежегодно выделяет дотации на так называемые социальные рейсы, внутриулусные. Если не ошибаюсь, вот по этому году эта сумма у нас порядка 350 миллионов рублей. По республике. Из них на Устьянский район должно приходиться порядка 40-45 миллионов рублей. Я, конечно, разберусь, почему по Тумату такие рейсы то ли приостановлены, то ли их мало делается. На самом деле там достаточно значительная часть как раз бюджета по социальным рейсам по Устьянскому району должна была идти на Тумат. Я сам в Тумате как раз был, поэтому как раз и Алексей Дмитриевич про это вспоминает. И мне тогда как раз докладывали, что боюсь соврать, около 8 миллионов рублей как раз на Тумат и должно быть предусмотрено на выполнение этих рейсов. Может быть, из-за того, что погодные условия у нас на северах, особенно на побережье, они не всегда хорошие. Так, может быть, из-за этого там какая-то была задержка, но в любом случае, я хочу сказать, Алексей Дмитриевич, мы обязательно примем меры для того, чтобы тот план, который есть по Тумату по этому году, был полностью выбран, и все социальные рейсы были выполнены. Спасибо. Айсен Сергеевич, про ремонт и строительство федеральных и региональных дорог мы с вами разговариваем при каждой нашей встрече. Давайте сейчас посмотрим видеосюжет, а потом продолжим разговор на эту тему. Реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги в Якутии» идет полным ходом. За счет бюджетов 2 уровней – региона и федерального – до 2024 года на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт региональных дорог будет направлено 34,5 миллиардов рублей. В августе этого года завершена реконструкция дороги Вилюй от Якутска до Бердикистяха. Теперь ездить до райцентра горного района из столицы региона стало гораздо комфортнее. Также для обеспечения поддержки технического состояния федеральной автодороги Вилюй и Колыма было предусмотрено из федерального бюджета более 12 миллионов рублей. Что касается региональных и межмуниципальных дорог, на их ремонт и строительство в этом году в рамках нацпроекта за счет федерального, республиканского и муниципального бюджетов направлено 5 миллиардов 700 миллионов рублей. Велись работы по реконструкции автомобильной дороги Чурапча-Арылах, строительство подъездной дороги к селу Мандыгай, реконструкция и строительство дорожных участков в Хабяйском, Мегино-Кангаласском и Татинском районах. А в сентябре состоялось открытие межмуниципального маршрута Якутск-Покровск-Махсоголох на региональной автомобильной дороге Умнас и на участках Амга и Яна. Ведется работа и по безопасности дорожного движения, и по ремонту 169 мостовых переходов. Также напомним, что в ноябре прошлого года состоялось торжественное открытие участка автомобильной дороги регионального значения Амга до поселка Усть-Мая. Теперь транспортное сообщение Якутск-Усть-Мая стало круглогодичным. Это создает удобство не только для всех жителей района, но и станет хорошим подспорьем для развития промышленности района. В канун 2019 года была введена в эксплуатацию автомобильная дорога Дюбся-Балыктах в Усть-Алданском районе. 16 километров автомобильной дороги с твердым покрытием для жителей села Балыктах – тоже огромный шаг вперед в развитии экономики села. Что касается улично-дорожной сети города Якутска, с 2019 по 2024 годы в нормативное состояние должны привести 203 километра. В этом году порядка 1,5 миллиардов рублей направили на строительство, ремонт и реконструкцию 25 километров городских дорог.
За 6 лет планируется привести в нормативное состояние 1100 километров региональных дорог. Это порядка 40% всех региональных трасс. Арсений Сергеевич, ну и продолжая тему автодорог. По соцсетям поступил вопрос из Горного района. До Бердигистяха построена отличная дорога, федеральная дорога Вилюй. Мы хотим знать, спрашивают якутяне, планируется ли строительство дорог внутри самого села? Конечно же, благодаря Федеральному дорожному агентству, благодаря руководству и Министерства транспорта Российской Федерации сегодня строительство автодороги Вилюй идет очень хорошими, высокими темпами. И хотел бы отметить и управление дороги Вилюй, которое у нас на территории работает. Планы у них хорошие по дальнейшему строительству. Например, в ближайшие месяцы у нас будет введен крупнейший на сегодняшний день мост в республике. Это через Марху в Нюрбинском районе. И, конечно же, там, где проходит эта дорога, после появления такой красивой асфальтированной дороги, так народ начинает говорить: а вот хорошо, федеральную дорогу построили, а что же у нас по поселкам, да? Ну вот по Бердигистяху хочу сказать, что, конечно же, в Бердигистяхе у нас в 2021 году будут игры Манчары, к ним мы готовимся, ряд объектов будут построены, это и стадион, это и специальное здание для стрельбы и интернат к нему так. Мы планируем также строить и школу новую в Бердигистяхе. И, конечно же, при этом мы должны уличную дорожную сеть Бердигистяха привести в нормативное состояние. Вот по этому году у нас 20 миллионов предусмотрено, в следующем году будет 40 миллионов, и в 2021 еще 20 миллионов. Я просто хорошо помню, потому что цифры по спортивным таким крупным объектам, они у меня есть, да, и по Бердигистяху, и вот по Барагонцам, где у нас потом будут игры народов республики следующие. Поэтому уверен, что Бердигистях преобразится, там появятся хорошие общественные пространства. Ну, планов много, и руководство района, и руководство самого Бердигистяха, они все в этот процесс вовлечены. Но самое главное, чтобы жители поддержали, тоже участвовали во всех мероприятиях, делали чище свои дворы, участвовали в субботниках, в каких-то акциях, для того, чтобы к 2021 году на самом деле Бердигистях полностью преобразился. Спасибо, Арсений Сергеевич. На днях в Казахстане, в городе Нур-Султан, завершился предолимпийский чемпионат мира по вольной борьбе. Участие якутских спортсменов вызвал большой резонанс среди общественности, можно сказать. И по такому поводу свой видеовопрос отправил Герасим Платонов из Черепчинского улуса. Вассалаллах, Арсений Сергеевич, күйі экраны бұғы бар көрәшілер. Мен Платонов Герасим Степанович ден Черепчи нәйлеген олықтауы улус ветеран спортсменлерін советін председателі манның вопростары берекпен бағарабын. Арсений Сергеевич, телевизоры көрәшілер. Бәғат көрә біле жағат кәндікі бір емеға сақат ұстыта bildirdik meltete. Onunla bir vapurum kadar 2000 şubatlığa Tokyo'da olimpiyadaga birime saka küttediler. Maqtal. Махтал было. Герасим Ишмаевич задал на самом деле очень серьезный вопрос. Это два вопроса, скажем так. Первый, это касается вообще в целом результатов выступлений наших борцов в последнее время. Так? И второй, это по перспективам участия спортсменов из Якутии на Олимпийских играх в Токио. Хочу сказать, что я, как и президент Федерации борьбы республики, так и как рядовой болельщик, да, конечно, мы удручены последним выступлением наших борцов на чемпионате мира. 6 борцов у нас выступало. У нас, результат все знаем, результат плачевный. По количеству вроде все нормально, так, а качества, конечно, никакого нет. Здесь надо будет делать очень серьезный разбор полетов, и он обязательно будет. Я считаю, что у нас и в части не только работа там на уровне сборной, да, но у нас, начиная уже с училища Олимпийского резерва, вот именно с этой точки, вот с этой ступени у нас уже есть какие-то системные проблемы, которые последние годы нам мешают вставать на высшие ступени пьедестала и чемпионатов России, Европы, мира, Олимпийских игр. Вот.
после Виктора Николаевича Лебедева, так у нас реально таких хороших результатов и нет. Уже достаточно давно. И здесь надо работать. Многие предлагают, в том числе мне, и пригласить тренеров, консультантов уже из-за пределов республики. И, может быть, мы на это тоже пойдем, потому что, на самом деле, у нас какой-то вот такой застой, знаете, вот в тренерской работе, он приводит вот именно к тем результатам, о которых сейчас наш уважаемый ветеран говорил. Вот. Поэтому будем этим вопросом заниматься и обязательно решать. Но при этом я уверен, что из Якутии будут выходить новые чемпионы, так, будем мы еще стоять на самых высоких ступенях. Ну, конечно, для этого надо работать. Вот. И уверяю вас, мы этим будем заниматься. Что касается перспектив наших спортсменов на Олимпийских играх, ну, я считаю, что у нас, кроме борьбы, где, я уверен, все-таки наши борцы поборются, да, есть и бокс. Я все-таки считаю, что, несмотря на относительную неудачу Василия Егорова на чемпионате мира, через квалификационные соревнования он все-таки должен пройти. Конкуренция в стране, конечно, очень высокая, но я уверен, что Василий все-таки с задачей попасть на Олимпийские игры должен справиться, и мы будем ему в этом помогать. Ну, тем более, если так говорить, то чемпионат мира, он в этот раз не служил как раз квалификационным таким турниром для попадания на Олимпийские игры. Поэтому у Василия здесь все впереди, зависит все от него, что надо от республики. Вот еще раз говорю, помощь будет оказана. По стрельбе из лука наша сборная России, она попадает на Олимпийские игры. Ну, надеюсь, что вот Кристина все-таки, если достаточно успешно выступит на чемпионате России, который в феврале месяце пройдет, то тоже сможет попасть и в члены сборной России, и уже на Олимпийские игры в Токио. Конечно же, мы очень надеемся, что Сардана Тимофеева, она вот сейчас уже получила разрешение выступать уже как спортсмен на международных соревнованиях, которые проводятся под эгидой Международной федерации легкой атлетики, как независимый спортсмен. И надеюсь, вот те последние скандалы, которые идут там опять вокруг, скажем так, анализов по московской лаборатории РУСАДА, ее не коснутся, и она, пройдя все отбора, сможет на Олимпийские игры в Токио номинироваться, так, и я уверен, что вот у нее там тоже есть достаточно хорошие такие перспективы для борьбы за самые высокие места. Подчеркну, что по всем спортсменам, которые от Якутии будут попадать на Олимпийские игры, мы, конечно, будем им поддерживать, будем помогать. Ну, другой вопрос, конечно, что просто туристами туда ездить, никто из спортсменов, уверен, не собирается, все поедут туда именно бороться за самые высокие места. Ну а мы продолжаем прямую линию. Прямо сейчас к нам в студию дозвонился телезритель. Здравствуйте, говорите, мы вас слушаем. Алло. Говорите, вы в прямом эфире. А что, не включено же по телевизору? Алло, если Задавайте свой вопрос. Здравствуйте. Здорово, народ. Арсений Сергеевич, благодаря вам стратегия развития Республики Саха-Якутия. Да, с Якутска Протопопов Руслан Иванович спрашиваю. Арсений Сергеевич, благодаря вам, на стратегии развития республики включена программа строительства автомобильной дороги региональной Яна. Вот, я хочу узнать, когда будет начато строительство автомобильной дороги Яна и вообще автомобильной дороги, грунтовых дорог местного значения в Верхоянском районе. Люди очень мучаются. Там на самом деле очень благоприятные инженерно-геологические условия для строительства автомобильных дорог. Спасибо за вопрос. Конечно же, строительство дороги Яны – это вопрос дальнейшего, на самом деле, развития не только Верхоянского района, но и других районов этой группы. Мы в планы это абсолютно осознанно включили и надеемся вот как раз в рамках нашей работы и по реализации национального проекта по безопасным качественным автодорогам, по вопросам дальнейшего строительства дорог, в том числе и за счет средств Дорожного фонда республики, это строительство у нас начнется. Сейчас должны идти работы по проектированию, по нахождению, скажем так, наиболее оптимальной
трассы этой автодороги, так. Ну и я надеюсь, что в ближайшие годы мы строительство начнем. И, конечно, абсолютно правильно зритель говорит о том, что, конечно, вот, например, для Верхоянского района отсутствие такого круглогодичной транспортной доступности, оно очень серьезно мешает и развитию жизни людей вообще в целом, так, и бюджет республики несет огромные затраты из-за этого. Вот, например, даже вот просто субсидия по коммунальному комплексу по одному Верхоянскому району у нас свыше 2,5 миллиардов рублей. Только по одному Верхоянскому району, именно из-за того, что у нас там очень сложная система завоза топливно-энергетических ресурсов. Я уверен, что, вот, еще раз говорю, в рамках вот строительства этой автодороги мы от этого вопрос тоже сможем решить. Спасибо, Айсен Сергеевич. Вашим указом создается научно-образовательный центр развития Арктики и Субарктики «Север». Решение каких основных задач будет возложено на этот центр? Создание научно-образовательного центра «Север» — это стратегическая задача нашего федерального университета и наших академических институтов. Я вот уже говорил, что у нас сейчас в Якутске находится первый заместитель министра науки и высшего образования Трубников. Вот как раз мы сегодня с ним уже и на заседании наблюдательного совета Северо-Восточного федерального университета обсуждали этот вопрос. И сейчас вот как раз в это время должен проходить такой семинар, стратегическая сессия с его участием, как раз посвященная вопросам создания этого научно-образовательного центра. Мы этот научный и образовательный центр должны создать реально мирового уровня. У нас есть компетенции, реально по которым Якутия, наш университет, наши академические институты имеют прекрасные мировые компетенции. Ну, в частности, например, вопросы мерзлотоведения, вопросы поведения живых организмов и материалов в условиях сверхнизких температур. И как раз вот наша сегодня главная задача — не набрать там 15-20 направлений, по которым можно мы работать, так, но по которым мы точно по всем не сможем стать лидерами в мире. А вот выбрать 2-3 направления, которых реально мы сегодня уже, если не лидеры, то близки к лидерам мировым, и реально в течение вот ближайших 5 лет стать лидерами. Вот. Задача решается не только там силами университета или академических институтов, это и поддержка федерального правительства, поддержка правительства республики и, самое главное, наших индустриальных партнеров. Вот. В этом вопросе работа большая идет. Очень хорошо, что мою идею вот о создании научно-образовательного центра здесь, в Якутске, поддержали мои коллеги, губернаторы близлежащих наших субъектов, да, это и Чукотка, Магадан, Камчатка, которые уже выразили желание быть участниками этого научно-образовательного центра. И в этом году вот мы сейчас создали свой региональный НУЦ с участием наших соседей. После подготовки соответствующих документов мы в следующем году намерены принять участие в федеральном конкурсе на создание научно-образовательного центра для арктической зоны нашей страны. И в случае успеха, конечно же, это будет и поддержка финансовая, в том числе со стороны федерального бюджета. Ну и с точки зрения дальнейшего развития НОЦ получит такое, знаете, очень серьезное вливание, серьезную поддержку. Здесь сейчас, конечно, очень много зависит от слаженной работы руководства нашего университета, нашего якутского филиала Сибирского отделения Академии наук, ну и правительства республики. Вопрос тоже находится на моем постоянном контроле. Надеюсь, что все-таки мы сможем подготовиться и достойно участвовать в этом конкурсе, который пройдет в первой половине 2020 года. Но в любом случае, даже если мы не победим в этом конкурсе федеральном, на уровне нашего региона такой НУЦ будет создан, он уже сейчас создан, так и будет дальше функционировать. Спасибо, Айсен Сергеевич. Нам сообщают, что звонков поступает очень много. Из колл-центра к нам вновь присоединяется Оксана. Спасибо, коллеги. Действительно, к этой минуте наши специалисты колл-центра получили около 100 обращений от наших телезрителей и радиослушателей. У нас есть видеовопрос. Свой вопрос отправила нам Раиса Константиновна Кулакова из Булунского улуса. Давайте послушаем ее. Добрый вечер. Итюк Кирянин Айсен Сергеевич. Хочу задать следующий вопрос. Инцидент, когда пограничники задержали за нарушение паспортного режима оленеводов села Якутгирской Усть-Янского района, вызвал возмущение населения. Неужели оленеводы в стадах должны ходить по тундре с паспортом? Можно ли решить этот вопрос по-другому? Спасибо за вопрос. Конечно же,
этот инцидент, он взволновал, наверное, всех жителей нашей республики, и не только тех, кто живет на севере, но и вообще всех, потому что, ну, случай, на самом деле, не поддающийся логическому объяснению. Люди спокойно работали не где-то там вдалеке от стойбища, да, а именно были на территории своего стойбища, где они традиционно уже десятки лет, ну, работают, недалеко от Юкагера, от 50 километрах. Прилетает вертолет, оттуда выскакивают вооруженные люди, так, пограничники, так, практически даже документов таких не предъявили, провели осмотр местности, достаточно быстрый, да, поверхностный, погрузили людей, погрузили оружие, которое было в стойбище, оно, конечно, должно быть у них в таких условиях. Так. Бивни мамонта, которые они попутно, ну, собирали по тундре, которая вышла, и увезли их за сотни километров для выяснения личности. И после выяснения личности людям выписали штраф 500 рублей, так, и выставили из здания управления пограничной охраны. Вот. И куда эти люди должны деться там за, еще раз говорю, за многие сотни и сотни километров от своего дома. Вот. Вот для того, чтобы вот эти 3 человека добрались обратно до своего поселка, до Юкагера, да, им надо, мы посчитали, потратить порядка свыше 300 тысяч рублей. Вот. И причем это же какая логистика, они должны из Тикси прилететь в Якутск, из Якутска прилететь в Депутатский, из Депутатского добраться до Усть-Куйги, так, с Усть-Куйги потом до Нижнеянска, с Нижнеянска проплыть, вот, потом еще по морю проплыть до Юкагера, так, в условиях, вот сейчас уже, там-то уже далеко не лето, там же уже даже не осень, там практически зима, так, в очень опасных даже для жизни условиях они вот этот путь сейчас должны проделать. Вот они вылетели сейчас из Якутска все, так, но еще раз хочу сказать, что на самом деле, конечно, ну, их путь домой еще далеко не закончен. И вот это, а то, что в стадии было 1500 голов оленей, так, ну, непонятно, что эти олени там стоять не будут, так, они сейчас по всей тундре разбегутся, кто их будет собирать потом. Поэтому, конечно же, может быть, формальные пограничники и правы, так, но, с другой стороны, надо же соизмерять вот, тяжесть нарушений и тяжесть вот, того, что на человека мы вот, формальным соблюдением процедур достигаем. И с этой точки зрения, вот я и с оленеводами сам лично встречался, так, мы им будем помогать. Ну и, конечно, уполномоченный по правам коренных малочисленных народов Севера Иванова получил от меня задание полностью защищать права этих людей, так, в том числе и юридическую помощь им оказывать для того, чтобы уже через какие-то необходимые, если надо, и судебные процедуры справедливость восстановить. Ну а в дальнейшем я считаю, что мы должны будем с пограничниками все-таки отработать, и руководство муниципальных районов, и руководство республики, для того, чтобы таких инцидентов не создавать. Вот. На самом деле вот эти люди, которые ходят по этой тундре, наши оленеводы, это как раз самые настоящие пограничники. Они-то гораздо лучше знают ситуацию на местах, чем те люди, которые там раз в полгода на вертолете над ними пролетают. Вот. И, конечно, их не задерживать надо, им наоборот надо помогать, чтобы они вот как раз в какой-то степени, еще раз говорю, контроль за соблюдением законодательства по границе, да, обеспечивали на местах. Вот. А это же настоящие вот пограничники, это вот наши оленеводы, так, а мы их вертолет, и еще раз говорю, вот, куда-то увозим далеко, так, и потом уже выставляем на улицу без копейки в кармане. Вот. Поэтому я считаю, что инцидент произошел, мы обязательно будем разбираться, вот, кто прав, кто не прав, и в дальнейшем, чтобы таких инцидентов на нашей территории уже больше не было. Спасибо, Айсен Сергеевич. У нас есть следующий вопрос, и к нам дозвонились из Мегина Кангаласского улуса. Добрый вечер, мы вас слушаем. Пожалуйста, представьтесь и ваш вопрос. Уважаемый Айсен Сергеевич, ну, я хочу узнать, да, как будет использоваться наш холод. Спасибо за вопрос. Спасибо. Использование энергии холода, конечно же, это очень важное направление. Как раз вот великий земляк
телезрителя Владимир Петрович Ларионов, академик, он много говорил о том, что придет время, и Якутия будет уже научиться использовать холод, научиться продавать холод. И, конечно, в этом направлении нам надо много делать. Это и такие экзотические на сегодняшний день, еще недавно отрасли, как IT-индустрия, мы знаем, что дата-центры, например, используют огромное количество холода, и как раз наш естественный холод мог бы помогать. Вот. Это вот та же история с использованием, изучением поведения организмов и технологий в условиях низких температур. Конечно, здесь тоже не надо, с одной стороны, надеяться, что вот наши сверхнизкие температуры, это, вызывает огромный интерес. Я вот помню, когда лет 5 назад я встречался с одним из руководителей крупнейшего автомобильного концерна по производству шин Bridgestone, так, с японцем, так, и я ему минут 40, наверное, рассказывал, как у нас холодно, как минус 50, там минус 60 бывает, как здорово будет, если вы в районе Якутска построите испытательный полигон, где вот шины ваши, если будут минус 50 ездить, это вообще круто, и давайте мы построим. Да? Он меня слушал, я смотрю, он вообще не реагирует особо. Да? Потом я ужасно устал, остановился, говорю, как ваше мнение? Он говорит, вы знаете, говорит, Алексей Сергеевич, очень хорошая у вас презентация, я вас за нее благодарю, но как вы думаете, сколько процентов автомобилистов в мире ездят на шинах нашего производства при температурах ниже 50 градусов? Вот я так, знаете, так обомлял, да, сразу от такого вопроса. Да, он говорит, вот по нашим подсчетам это даже не десятые, а, наверное, сотые доли процента. Вот. И ради этого устраивать очень серьезный испытательный полигон в таких сверхнизких температурах, да, мы, как корпорация Bridgestone, считаем нецелесообразным. Я совсем осунулся. Вот. А он мне говорит, но при этом хочу отметить, что у вас очень большое количество дней в году температура минус 30. Я говорю, да, минус 30 у нас достаточно долго. Он говорит, это, говорит, для нас тепло. Он говорит, а вот при температуре минус 30 уже ездит очень значительное количество людей в мире. Так? И поведение как раз шин при таких температурах для нас важно. Вот, говорит, у нас был такой полигон в Швеции, по каким-то причинам, говорит, мы его хотим закрыть, может быть, из-за глобального потепления и так далее, я не очень понял. И вот, говорит, может быть, мы рассмотрим вопрос все-таки по Якутску, чтобы вот как раз для таких температур мы здесь полигон сделали. И тогда как раз Евгения Зайна Михайлова, ректор Северо-Восточного федерального университета, была, вот тогда вот контакт образовался, и сейчас такой полигон у нас в рамках вот Тора Кангаласа уже 4 испытательные площадки у Bridgestone начали работать. И сейчас как раз Северо-Восточный федеральный университет работает над тем, чтобы еще другие производители шин, в том числе и российские, и иностранные, на этих полигонах уже начали работать и испытывать свои шины, не при сверхнизких температурах, да, а при температурах минус 30 и ниже. Вот, поэтому, еще раз говорю, холод мы уже сегодня используем, но и дальше нам надо учиться холод каким-то образом, как сейчас принято говорить, монетизировать, научиться из него извлекать выгоду. Спасибо, Александр Сергеевич. В своем послании президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин назвал борьбу с бедностью одной из самых главных сегодня вопросов. Что планируется предпринять для снижения уровня бедности у нас в республике? Борьба с бедностью – это одна из главных задач, которые стоят сегодня перед нашей республикой. К сожалению, если смотреть итоги, например, 2017 года, у нас уровень бедности был за 20%. Это огромная величина. В среднем по России, если смотреть, это в районе 12%. Вот. И, конечно же, мы сейчас должны не только исполнить поручение президента страны, которое вот как раз в рамках нацпроектов о снижении уровня бедности в 2 раза, мы на самом деле должны сделать так, чтобы люди в нашей республике жили лучше. Так? И, конечно, самый простой способ здесь это взять, дотации раздать, и будем считать, что мы эту проблему решили. Но это неправильно. Мы раз раздадим деньги, 2 раздадим деньги, так потом деньги закончатся, а как дальше будем жить? Мы должны сделать так, чтобы у людей появилась возможность зарабатывать эти деньги, чтобы каким-то образом люди получили ту удочку, которой будут ловить рыбу.
Мы планомерно вот с комитетом занятости, с местными органами власти начали работать. Вот если смотреть итоги 2018 года, то у нас ситуация улучшилась, она где-то уже в районе 19%, то есть мы на процент с лишним снизили. В этом году мы хотим добиться еще большего снижения. Так? Но еще раз говорю, мы должны делать это более быстрыми темпами. И вот я думаю, особенности же эта проблема, она остро стоит для наших сельских поселений. Вот. И я вот вспоминаю опыт, например, добрых дел, который вот как раз при первом президенте у нас начинался. Ведь тогда основная часть этих средств, которые выделялись по программе добрых дел, она оставалась на местах. Люди работы делали, деньги получали, материалы и так далее, например, поставляло государство. Сейчас же, к сожалению, под программа добрых дел, сейчас она называется «Якутия 21 век», она в силу разных объективных, субъективных причин, она превратилась в некий филиал Минстроя нашей республики. Все объекты строятся по проектно-сметной документации, которая в обязательном порядке должна проходить главгосэкспертизу. Все эти объекты выходят на торги согласно федерального закона 44-го. Практически в 100% случаев, близких 100, выигрывают фирмы не местные, не из той деревни, где этот объект строится. Вот приезжая, например, там в какую-то деревню Алекинского района, например, там строится детский сад. Хорошая компания работает, но она из Якутска, работают там люди, которые все, в лучшем случае, жители нашей республики, а чаще всего это вот как раз те мигранты, о которых был вопрос совсем недавно, там Таджикистан, Киргизия и так далее. Вот. И вот у меня невольно закладывается такая мысль, что мы на самом деле в погоне за большим количеством социальных объектов, за каким-то соблюдением, опять же, нормативов, мы потеряли самую главную суть вот этих добрых дел. Ведь эти добрые дела были именно, еще раз, предназначены для того, чтобы люди на местах работали, какие-то работы делали, общественные на самом деле, и получали за это деньги. И вот, например, тот же пример Соединенных Штатов Америки, когда президент Рузвельт боролся с Великой депрессией, он же вышел за счет чего? За счет того, что огромное количество американцев, миллионы американцев работали на общественных работах по строительству дорог. Вот, и просто людям какую-то минимальную заработную плату платили, люди работали, и с одной стороны была решена колоссальная задача обеспечения транспортной доступности всей значительной территории Соединенных Штатов Америки, а с другой люди уже получили такой, гарантированный какой-то заработок. Поэтому я думаю, что, может быть, мы будем переформатировать, конечно, уже не в этом году, может быть, со следующего года, последующем движение добрых дел, для того, чтобы мы больше все-таки эти дела делали на самом деле общественными. Например, вот я в деревнях бываю, очень много людей меня спрашивают по вопросам строительства изгородей для сельхознужд, для сельхозугодий. Во многих местах мне ставят вопросы по благоустройству тех или иных территорий, по каким-то строительным работам, которые не требуют специальной проектно-сметной документации и специальной квалификации. И вот в этих работах мы могли бы как раз местное население, которое сегодня без работы находится, как раз и задействовать. Вот, поэтому я поручение такое правительству дам, для того, чтобы мы совместно обсудили этот вопрос, в том числе и с населением, с главами районов, с народными депутатами, и какие-то методы, в том числе новые методы, по повышению доходов нашего населения нашли. Это задача на самом деле абсолютно нетривиальная, но, еще раз говорю, в условиях нашей республики, особенности для нашей сельской местности, мы обязательно это должны сделать. Александр Сергеевич, один из первых ваших указов касается охраны природы. Как раз в то время в Вилюйской группе улусов были проблемы с питьевой водой. Вот как обстоят дела сейчас в Сунтарском районе, узнавала наш корреспондент Ольга Захарова. Прошло чуть больше года после экологической катастрофы на реке Вилюй. Вода цвета кофе с молоком, оперативные совещания на всех уровнях, ежедневные мониторинги, волнения, митинги жителей. По результатам большой организационной работы население положительно отзывается о результатах проделанной работы. Надо очистительные сооружения дополнительные поставить. По-моему, сейчас стало гораздо лучше. Я сам рыбачу. Компания выделила средства на строительство дороги до альтернативного водоисточника протяженностью 4 километра. И в связи с труднодоступностью населенного пункта и не менее водовозки выделила
Водовозку Урал. В числе безотлагательных мер по ликвидации последствий поручений главы республики обозначена установка за счет компаний в 16 прибрежных наслегах Сунтарского улуса новых водоочистных станций и увеличение мощности имеющихся. Кстати говоря, еще задолго до аварии в улусе были введены в строй локальные водоочистные станции. Это во многом смягчило ситуацию в обеспечении населения питьевой водой. Новосибирским предприятием инженерной сети идет строительство модульных водоочистительных станций в селах Эльгей, Устья, Вилючан, Сарданга и Крестях, которые будут обслуживать наш филиал. Говорят, что не делается все к лучшему. В хорошем смысле всеобщая беда сплотила людей, открыла глаза, привела к консолидации народа и власти. Она напомнила всем нам, что все в этом мире хрупкое и требует от нас участия, доброты и ответственности. Ольга Захарова, Вячеслав Борисов, Радамир Сергеев, НВК Саха, Сунтарский филиал. Ну и продолжая эту тему, Айсен Сергеевич, возникает вопрос, будет ли продолжена работа по остановке водоочистных сооружений? Безусловно, та тяжелейшая ситуация, которая у нас сложилась в конце августа прошлого года, связанная вот с прорывом дамб на Ириляхе у акционерной компании «Алроса», она нас многому научила. Я сейчас вижу, как поменялось отношение в компании в целом по вопросам экологии и особенности вот сохранения экологии по реке Вилюй. Мы достигли соглашения о том, что компания ежегодно будет перечислять по 150 миллионов рублей, которые целевым образом будут идти на работы по строительству водоочистных сооружений в акватории Вилюя, так по тем районам, которые пострадали и которые находятся в зоне возможных каких-то вот таких негативных моментов. В этом году уже будет установлено до конца года, если не ошибаюсь, 12 у нас водоочистных станций населенных пунктов Вилюйской зоны. Вот. Эта работа будет продолжаться в следующие годы. Так и все те населенные пункты, которые у нас в этой программе есть, принятой программе, в том числе и в Вилюйской группе районов, вот в Сюльдюкаре, в Жиганскке, вот все мы полностью обеспечим. Кроме этого, вот как и вот глава Хаданского наследия говорил, там закупается и автомобильная техника, спецтехника для нужд населенных пунктов со стороны компании «Алроса». Вот по этому году, например, финансирование это 200 миллионов рублей в целом этой программы, то есть 150 это целевые пожертвования компании «Фонд будущих поколений», и 50 это те средства, которые наши муниципальные районы тоже выделили на софинансирование данной программы. Спасибо, Айсен Сергеевич. Следующий видеовопрос к нам поступил из села Темцы Хангаласского района. Задает его фермер более чем с 20-летним стажем Марк Лиханов, который занимается изготовлением кумыса. Марк Лиханов занимается производством кумыса с 2007 года. Для этого он содержит 50 голов табунных лошадей, из них 15 дойных кобыл. Как правило, кумысоделание особо популярно в дни проведения национального праздника Исех. Круглогодично же изготовлением этого целебного напитка в республике занимаются только 2 фермера. Павел Васильев, известный еще как кумыс Байбал, и герой нашего сюжета Марк Лиханов. В основном мы реализуем кумыс в город Якутск. Ежемесячно я сдаю республиканский туберкулезный санаторий детский. Они берут в месяц 150-140 литров кумыса. И в год она получается где-то 1,5 тонны. Марк Лиханов – постоянный участник и лауреат международного фестиваля кумыса «Божественный напиток», проводимого ежегодно в рамках Исеха Туймады. Именно на этом фестивале он познакомился с казахстанским кумысоделом, который рассказал о специальных доильных аппаратах для кобыл, пользующихся популярностью в их стране. Для апробации Марк Лиханов заказал один такой аппарат и сейчас ожидает его доставки. Стоимость где-то около 35 тысяч. И там прямо в Казахстане делают? Прямо в Казахстане делают. И там довольно это распространено, да? Вот такие? Да, у них в основном все участники в основном там занимаются дойкой кобыл. Вот такими аппаратами? Да. А у нас в республике такое есть? А вот у нас в республике вообще нету ни у кого. Я всех кумысщиков знаю.
Сейчас республика оказывает неоценимую поддержку мясному коневодству, забывая о перспективах молочного коневодства. С прошлого года были внесены изменения в правила получения субсидии на возмещение части затрат на увеличение поголовья табунных лошадей коневодческим хозяйством. Так, на поддержку республики могут рассчитывать лишь хозяйства, у которых конебазы расположены в не менее 20 километрах от ближайшего населенного пункта. Марк Лиханов, у которого конебаза находится в 2 километрах от села Актемцы, автоматически остается неудел. Айсен Сергеевич, в рамках реализации вашего указа о развитии сельского хозяйства, какие новые стимулирования сельхозпроизводства будут внедряться? Конечно же, вот тот вопрос, который сейчас Лиханов, известный фермер наш, поднял, они особенно актуальны. К сожалению, хочу сказать, что вот поддержка кумыса у нас в республике, она оказывается слабо, к сожалению, слабо. Да? Раньше были определенные нормы по субсидированию, сейчас их нет. Так? И в целом я хочу сказать, что я не очень удовлетворен вот той политикой, которую сейчас у нас Минсельхоз ведет в части принятия новых оперативных решений по поддержке сельского хозяйства. Весь у нас разговор сводится к тому, что дайте дополнительно там, в зависимости от фантазии, от миллиарда до 10 миллиардов, и у нас сельское хозяйство расцветет и будет там лучшим в России. Да? И думаю, что это неправильный подход. Одними денежными вливаниями мы здесь проблему, к сожалению, не решим. У нас и в предыдущие годы десятки миллиардов направлялись на сельское хозяйство. К сожалению, эффекта от них мы особого не видим. Так, в некоторых направлениях есть результат, в некоторых же у нас как вот падение шло, так и идет. Я считаю, что здесь надо более смелее все-таки менять форму поддержки. Вот этим летом, например, и осенью очень такая серьезная дискуссия идет по мерам поддержки в части повышения закупочных цен на молоко и по формам предоставления этой помощи. Да. То есть, если говорить просто, это будет ли у нас субсидия идти, как вот она шла раньше, от сданных литров, или мы все-таки пойдем в сторону финансирования по поголовью. Вот. И у того и другого подхода есть противники и сторонники, так, но у нас как раз вот опять же орган, который должен принимать решения, и курирующий зампред, они вот увязли, я честно скажу, да, в каких-то согласованиях и так далее, и результата и нет. Я вот все-таки надеюсь, что в следующем году мы уже проведем эксперимент в ряде районов, получим конкретные результаты и делом просто на деле посмотрим, какой все-таки из этих результатов подходов более правильный. Потому что есть и за доводы, и против доводы. Мы с профессионалами этого дела этот вопрос уже неоднократно обсуждали. Я надеюсь, что все-таки, еще раз говорю, в следующем году мы уже эксперимент реально начнем и потом получим реальный результат. Но если говорить о каких-то конкретных подходах, то я дал поручение правительству, я надеюсь, что оно будет выполнено, чтобы в следующем году у нас поддержка хозяйств, вот так называемое финансовое оздоровление хозяйств, проводилась уже при поголовье не 100 голов, как сегодня, да, а начиная от поголовья 25. Если хозяйство имеет 25 голов и более, то оно уже попадает под действие, должно попадать под программу действия финансового оздоровления. Это очень, на самом деле, серьезное подспорье будет нашим сельхозтоваропроизводителям, нашим хозяйствам. Все те, кто реально занимается на селе, с кем я разговаривал, все в один голос поддерживают, считаю, что это очень важное, нужное для них решение. Еще раз говорю, что я очень надеюсь, что правительство все-таки из этих бесконечных согласований выйдет и такие решения примет. Так? А я сам, конечно, это все проконтролирую, потому что вопросы улучшения дел в сельском хозяйстве, не только в части, например, поддержки кумыса, да, его производства, но и по всем другим направлениям мы обязательно должны достичь. Это, на самом деле, сельское хозяйство для нас это не просто вид экономики, хотя, конечно, нам бы хотелось, чтобы оно было более рентабельным, более таким прибыльным, да, но это уже и определенный уклад жизни традиционной на селе, который, конечно же, мы должны поддерживать. Айсен Сергеевич, спасибо. Ну а сейчас мы вновь передаем слово нашему колл-центру, где работает наша коллега Оксана Устинова. Оксана, вам слово. Спасибо, коллеги. Ну а мы продолжаем принимать вопросы к главе региона. Давайте сейчас поприветствуем нашего следующего зрителя. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, как вас зовут, откуда вы, и можете задать свой вопрос.
Мария Сартаева деймін. Үтекенен Айсен Сергеевич, мен қаманның вопрос тақпын. Беги бары біле көрестігілді бұл Александр Габышев туғынан, Шамам ден аттынар кейі туғынан, әлбі ғарасыз қоғынақ кепсеті дағыста, еге санағыт көрігіт мамна қайдағайды. Спасибо за вопрос. Ну, вопрос касается Александра Габышева, который у нас вот пешим переходом шел и сейчас вот вернулся в Якутск. Мое отношение к этому вопросу. Но я уже об этом неоднократно говорил. Во-первых, Александр Прокопьевич — это житель Якутии. Так, человек очень непростой, я бы сказал, даже тяжелой судьбы, который перенес личную трагедию. Ну и, конечно, в результате всех этих, на самом деле, тяжелых испытаний у человека достаточно неуравновешенный. Так, ну, многие даже говорят о каких-то там диагнозах. Так, я не врач, говорить не буду. Вместе с тем, конечно же, человек, ну, находящийся в таком состоянии эмоционального стресса, может и лишнее сказать, в особенности, если его подзуживают, если его там к этому подталкивают. И вот многие его высказывания, на мой взгляд, они сделаны не им лично, а вот именно как раз вот теми под, скажем так, под давлением, может быть, под каким-то восприятием тех людей, которые рядом с ним находятся. К сожалению, это тоже не секрет. Вот в числе тех, кто его сопровождал, было очень значительное количество людей с уголовным прошлым, с уголовным настоящим, которыми сейчас занимаются правоохранительные органы. Вот. Сейчас Александр здесь уже на территории Якутии, в Якутске, у себя на родине. Я надеюсь, что все-таки вот, никаких там таких последствий серьезных для его здоровья вот это все не принесет. Конечно же, сегодня меня вот, ну, даже возмущает, можно сказать, то, что многие люди, которые живут там далеко за пределами Российской Федерации, тот же Ходорковский, там вот, Навальный, да, пытаются его использовать в каких-то своих политических целях, и пытаются его там опять вытащить на какие-то громкие заявления и так далее. Ни к чему хорошему это не приведет. Ни для Габышева, ни для его окружающих, ни для Якутии, ни в целом для нашей страны. Да? Вот, использование людей в таких целях. Тот же Навальный, ну сколько человек, он из-за него сейчас сидит в тюрьмах, так? Из-за того, что он молодежь вытаскивал на эти демонстрации, сам там 15 суток получает, потом спокойно за границей отдыхает, а люди получают реальные сроки, там 3 года, 5 лет. Вот. И, конечно, у этих людей, которые раскачивают ситуацию, конечно, есть абсолютно понятная цель. Это дестабилизация политической ситуации в нашей стране. И это как раз вот делается через атаки на нашего президента. Уверен, что, еще раз говорю, с Александром Прокопьевичем все будет нормально. Еще раз говорю, то, что хорошо, что он вернулся домой, так, и надеюсь, что вот в окружении своих друзей, близких, родственников все-таки он обретет вот душевное спокойствие, и вот все эти испытания останутся уже позади. Спасибо, Айсен Сергеевич. Как вы видите, специалисты нашего колл-центра не перестают принимать вопросы. И сейчас до нас дозвонились из Амги. Пожалуйста, послушаем. Добрый вечер. Как вас зовут и ваш вопрос? Меня зовут Акимов Николай, село Амга. Уважаемый Айсен Сергеевич, добрый вечер. Добрый вечер. Вот, как вы знаете, в 2018 году Амгу затопило. Да? Также затопило дом моей дочери, это по селу Промкомбинат, улица Набережная. У меня вопрос. Когда будет выплачена единовременная финансовая помощь федерального значения? Спасибо. Спасибо за вопрос. Ну, хочу сказать, что в прошлом году, после разрушительного наводнения, которое у нас было по ряду районов, в том числе в Амге особо сильное было, вся федеральная помощь и республиканская помощь были выплачены. Так? Она была не выплачена тем людям, которые в силу разных причин, объективных, субъективных, ну, имели, скажем так, не до конца оформленные документы на свое имущество. Мы помогли людям оформить документы и уже через судебные органы претендовать на компенсацию из федерального бюджета. Таких случаев у нас чуть менее 400. Это вот, не только по Амге, а в целом вот по республике. Все суды людьми выиграны. И были поданы соответствующие документы в МЧС России для получения федеральной помощи. К сожалению, документы все вернулись обратно, потому что результативная часть решений судов, она не соответствовала законодательству, и Минфин России не мог выплатить именно по таким решениям судов деньги.
Сейчас, опять же, вот после согласования с коллегами из МЧС России были поданы по новой иски, и сейчас часть, ну не часть, а все иски опять по новой приняты, уже исправлены, и решения судов вышли. Все документы сейчас находятся в МЧС России. Ну и как мне вот последний раз докладывали, что сейчас идет согласование уже в Министерстве финансов Российской Федерации, и мы надеемся, что эти деньги наши люди уже до конца года получат. Этот вопрос, опять же, находится на нашем постоянном контроле. Мы это дело обязательно до конца доведем. Спасибо, Айсен Сергеевич. А я хочу напомнить, что в наш колл-центр поступают звонки, и к этой минуте уже поступило более 500 вопросов. А сейчас до нас дозвонились из Якутска. Добрый вечер, пожалуйста, представьтесь и ваш вопрос. Говорите. Добрый вечер. Меня зовут Иванов Александр. Здравствуйте. Хочу узнать, известно ли вам о ситуации, сложившейся с избранием директора Института физтехпроблем Севера, и какова ваша позиция по данной проблеме? Так, ну, скорее всего, идет речь о Большакове Александре, который у нас исполнял обязанности директора физтехпроблем Севера последний год. На самом деле зарекомендовал себя с очень хорошей стороны, и, насколько я сейчас знаю, он даже вот, баллотируется в члены-корреспондента Российской академии наук и поддержан Новосибирским отделением Академии наук, сибирским отделением, точнее так, с очень хорошим результатом для избрания в члены-корреспондента Российской академии наук. Но, к сожалению, вот, по не очень понятным причинам выборы, которые были назначены на пост директора Института физтехпроблем Севера, они были отменены. Так, директором является Михаилом Петровичем Лебедевым, так, и сейчас назначен другой временно исполняющий обязанности. Ну, ко мне поступило письмо с достаточно большим количеством подписей в пользу Большакова. Я надеюсь, что все-таки процедуры демократические будут соблюдены, выборы состоятся, ну и на этих выборах тот, кто получит наибольшую поддержку, так, со стороны и научного коллектива, и со стороны руководителей других академических институтов нашего Якутского научного центра, будет назначен директором физтехпроблем Севера. Это для нас один из ведущих наших академических институтов. И, конечно, ситуация и в нем, и в целом в Якутском научном центре, она нас тревожит. Айсен Сергеевич, но у нас есть очередной видеовопрос. Его отправил ученик 8 класса Ленёкской средней школы Тимофей Николаев. Давайте посмотрим. Здравствуйте. Мне всего интересно, которые связаны с новыми технологиями. В будущем я хочу стать графическим дизайнером, чтобы создавать модельные персонажи для компьютерных игр. Мне бы уже сейчас хотелось учиться. Вот есть ли у нас в республике школы, которые могут дать этот навык и опыт в области цифровых технологий? Спасибо. Ну, я всегда знал и знаю, что в Оленьке у нас очень талантливые дети. Так, и уверен, что у Тимофея все получится по жизни. На самом деле мы, конечно же, очень серьезно сейчас заняты вопросами подготовки будущих кадров для нашей IT-индустрии. Это, поверьте мне, не просто слова, это мы реально должны понимать, что это одна из тех отраслей, которая в будущем позволит Якутии создавать много тысяч высокооплачиваемых, высококвалифицированных рабочих мест. Это, скажем так, позволит Якутии претендовать на передовые места в научно-техническом таком, знаете, прогрессе на Дальнем Востоке. И, конечно, сегодня это все надо начинать уже и со школьной, а порой даже дошкольной уже, знаете, скамейки. Так? И у нас сейчас в республике будет идти программа по внедрению вот опыта, который есть у Алексея Илларионова, у частной школы как раз по IT-образованию, для того, чтобы у нас не только вот эта IT-школа Алексея Илларионова была, а в целом по республике, чтобы учителя у нас могли по его методике обучать, в том числе и дизайну компьютерному. Мы хотим в Якутске открыть специализированный IT специальный лицей. Вот, я думаю, что года через 2-3 это уже будет реальностью, работа такого IT-лицея. И в целом я считаю, что
мы должны обеспечить, чтобы дети не только в Якутске, но и в целом в республике могли уже сегодня такие образовательные программы получать, в них участвовать и самореализоваться. Что касается Оленька, я здесь как раз хочу сказать, что у Оленька уже будет возможность в следующем году подключиться к высокоскоростному интернету. Сейчас вот как раз в рамках ВЭФа мы подписали соглашение Республика, Оленёкский УЛУС и Ростелеком о том, что будет строиться первая у нас в Якутии заполярная линия волоконно-оптической линии связи от Удачного через Муну вот как раз на Харьялах-Оленёк она затронет, а в последующем она пойдет уже через Желенду на Соскалах. Вот. Протяженность общая порядка 900 километров, до Оленька от Удачного 400 с лишним километров. Вот. И в следующем году, до конца 2020 года, линия до Оленька должна быть построена. Конечно, в этом случае Тимофей уже сможет пользоваться всеми услугами высокоскоростного интернета за доступные цены и, уверен, сможет реализовать свою мечту. Спасибо, Айсен Сергеевич. К нам продолжают поступать вопросы, также и в социальных сетях. Поступил, например, такой вопрос от аккаунта Туйгун97. Проект «Народный бюджет» работает только по городу Якутску. А возможно ли реализовать в Улусах? Возможно. Конечно же, по городу Якутску проект «Народный бюджет» уже много лет работает. При мне его внедрили. Там как раз система такая, что идет общественный такой конкурс, общественное обсуждение тех или иных проектов. Потом уже те проекты, которые набрали наибольшую поддержку со стороны и людей, и жюри, они уже реализуются. И очень хороший такой как раз пример софинансирования со стороны и жителей, и бизнеса тех или иных таких хороших проектов. Уверен, что в других районах это можно реализовать. Кстати, такой аналог уже сегодня есть. Это тот метод, который у нас идет по линии Министерства финансов, так называемое партиципативное финансирование, когда народ участвует в сходах и сходом решает, какой объект здесь должен быть, например, в том или ином поселке, в том или ином селе построен. Очень хороший опыт, он получил на самом деле очень высокую оценку из стороны специалистов Мирового банка. И благодаря этому проекту Министерство финансов Российской Федерации в прошлом году на международном конкурсе по линии ООН заняло там 3 победителя. Мы в число 3 победителей Россия вошла благодаря проекту Министерства финансов Республики по партиципативному финансированию. Мы дальше его будем продолжать. Там финансирование сейчас, если смотреть по бюджету, 500 миллионов – это республика, и где-то 200 миллионов мы привлекаем за счет предприятий и за счет самих граждан, которые тоже софинансируют те или иные проекты. Спасибо, Айсен Сергеевич. Поступил еще один вопрос. Когда будет введена школа в 203-м микрорайоне, строительство которой началось сегодня? Задает Иванова Наталья Борисовна, город Якутск. Сегодня в рамках подготовки, скажем, ко Дню государственности у нас на самом деле ряд таких очень хороших мероприятий прошли. В Жатае мы ввели плавательный бассейн замечательный, большой праздник для Жатая. И в городе Якутске мы начали строительство школы 203 микрорайоне, о необходимости которой достаточно много говорилось. Сейчас уже после подготовки проектно-сметной документации, после прохождения всех процедур конкурсных, строительство началось. И план, который стоит у Минстроя по сдаче этого объекта, это декабрь 2020 года. Еще один вопрос, который задает Степанов Андрей из Якутска. 3-й месяц ремонтируется дорога на Хатынрязском шоссе. Уже наступают холода. Когда же завершится ремонт? Вопрос, наверное, надо было больше адресовать руководству города, и подрядчикам, которые там работают. Но хочу сказать, что я сегодня, опять же, встречался с Григорием Евгением, заместителем главы города Якутска по стройке. Он очень серьезно подходит сейчас к этим вопросам. Уверяют меня, что в установленные сроки не только по Хатынряху, но и по другим улицам, в том числе по 203-му микрорайону, там сейчас полный бардак, с дорогами, 202-му микрорайону, по Пилотов, Жарницкого, Петра Алексеева вроде бы как заканчивают, сегодня-завтра, наконец-то, надеюсь, откроют. По микрорайону Северной работы практически только начались. Там по Хоринской улице тоже есть вопрос. Все-таки я надеюсь, что город поставленные перед ним задачи решит. Иначе будут очень серьезные проблемы и у них, и в целом у республики. Потому что деньги выделены колоссальные, 1,5 миллиарда рублей.
Никогда город таких денег не получал, и с самого начала, если у нас пойдет неисполнение, то, конечно, и коллеги наши федеральные так уже свое мнение о городе составят, так и о республике. Ну и, конечно, в первую очередь, конечно, качество жизни для наших горожан надо существенно улучшать, а не ухудшать. Поэтому я надеюсь, что город тут все-таки, дай бог, и погода поможет с поставленными задачами справиться. Айсен Сергеевич, я еще один вопрос здесь выбрал на якутском языке. Чичимах уотун линиятын оңорон сагалабыттыра, оларен бу сылга бүтүөхтагын тохтан турар. Бу от линията икки бөхөлөге хатчыяктагыта, оппут нахамел того тохтоттулар ден Диана Егоровна Соломонова Харбалахтан Итер. Вопрос по строительству как раз вот этой линии, да, электропередачи, это я в прошлом году, когда был после наводнения в Чичимахе, как раз давал конкретное поручение, чтобы все-таки линию электричества Якутская энерго решила. Программа сделана, она не на этот год только, она на 19-20 годы, и она будет полностью реализована. Что касается этого года, я недавно отчет смотрел, там осталось небольшой объем работ по этому году до конца выполнить, но возникли проблемы с департаментом лесных отношений, скажем так, по аренде лесных участков. В ближайшее время вопрос будет закрыт, так и то, что по этому году будет сделано, все будет до конца сделано. Но еще раз говорю, эта работа не только на этот год, основной объем будет в следующем году. И вот после окончания работ 19-20 годов мы получим на самом деле устойчивое электроснабжение данных сел. Айсен Сергеевич, ну и сейчас традиционно перейдем к блиц-вопросам. Если бы это зависело только от вас, кем бы вы хотели видеть свою дочь? Счастливым человеком. Айсен Сергеевич, охота или рыбалка? Охота и рыбалка в Якутии. А вы бы согласились летать в космос? Ну, я знаю, что есть много желающих меня туда отправить. Так, Айсен Сергеевич, главные качества, которые вы ищете в соратниках? Знаете, честность, умение работать в команде, ну и умение мечтать, ставить перед собой, знаете, такие очень высокие задачи. Если бы у вас была возможность встретиться с политиком прошлого, это был бы Чингисхан или Черчилль? Ну, скорее Чингисхан. Айсен Сергеевич, есть ли в вашем телефоне какие-либо приложения, без которых вы уже не представляете себе жизнь? Ну, это, наверное, у жителей республики точно это будет один ответ, это WhatsApp. Какой последний фильм вы смотрели в кинотеатре? Надо мной никогда не садится солнце. Ну что ж, Айсен Сергеевич, на этом мы завершаем наш прямой эфир. Спасибо вам за открытость и за интересный разговор. Спасибо. Спасибо большое, Айсен Сергеевич. Дорогие телезрители, мы вас благодарим за активное участие. До следующих встреч. До встречи. До свидания.